блин. Стоит какая-то блокировка тоже, блин. Бабнут его, короче. У меня до хрена там предупреждение, и меня, ну, короче, заблокируют. Поэтому я не знаю. Надо другой канал подписываться. Видео тоже от подписчика показывает, какая пенсия у его матери. Всем привет из морозной Литве. Это деревня 50 километров от Вильнюса. А сегодня моей матери пенсию принесли. Помогите посчитать. Моей мать сейчас 91 год и сейчас работала простым складовщиком в деревне, в колхозе. Так, 228,80 это она получает инвалидство, за то, что инвалид. Так, это 147,24 цента. Это получает она за то, что вырастила больше 3 детей. Это получает 30 евро 59 за покойного мужа. Так, и уже сама пенсия моей матери 957,27. Так, это все сплюсуйте, помогите нам тут в Литве неудачникам. Литва. Никакая не нефтегазовая сверхдержава, которая не претендует на мировое господство, на освобождение каких-то других стран, на формирование нового миропорядка. Но вот только пенсионеры там живут. Вот как-то так. На рубли сами переведете? Нет, конечно, пропагандисты будут рассказывать, что жители Литвы очень хотят, чтобы Путин их освободил. Освободил от вот таких пенсий и принес наши российские. Скрепные. При всем при том, что в России сейчас такие цены, что цены в Литве намного уже давно отдыхают. Поняли? Ну, что там считать, блядь? 1400 евро. Грубо. 1400 евро, может, там с копейками до 1500 наведется. Ну, это нормально, стандарт, блядь. Стандартная пенсия здесь, блядь. Ну, и то это Литва. А, допустим, Германия, там, Нидерланды и так далее, от 2 косарей начинается, от 2. Это 1400, это литовская, наверное, такая, может, не высокая, может, средняя, может, стандартная. Все-таки ей 91 год, она, да, сказал? Ну, плюс еще возрастные и так далее. Ну, вот. Это стандарт. Почему? Потому что я во Франции, вам же говорил, блин, стандартная зарплата, как это говорят, бля, опять забываю это слово. Соцкорзина, короче, в России. Говорили одно время, блядь, 8 тысяч. Недавно, каких-то годах 12 услышал, блядь, 12 тысяч, блядь, соцкорзина, блядь. На одного человека в месяц. Как это называется вот это? Как это? Расход, короче. И вот, прикиньте, а там вот этот расход во Франции, блядь, я говорил, самая низкая зарплата 1400. И когда ты самую низкую зарплату получаешь, и ты налог тоже очень мало платишь. Очень мало налога платишь в бюджет. Вот и все. После этого думайте. А тут пенсия у нее 1400, блядь. В Литве. Литва. Самая дешевая, ну, так сказать, блядь, такая отстойная страна. Ну, еще хуже и там есть, конечно. Там в виде Греции, там, или там Болгария, блядь, конченая, блядь. Вот как-то так, блядь. Румыния, блин. Что-то в этом роде. Ну вот, вам Литва. Понял? Так что вот так, это Габасов грузил. Ниман Курт пишет. Уважаемый Руслан Габасов, по поводу Финляндии не могу ничего плохого сказать. Сегодня это самая успешная бывшая колония России. Любая российская колония мечтает быть как Финляндия. Дай бог и Башкортостану стать Финляндией. Второй вопрос. Башкортостан в любом случае не должен объявлять независимость. Уж лучше быть непризнанной, но не независимой, чем в составе России. Это моя позиция. Мой пост был направлен именно к тем людям, которые меня спрашивали, а для чего так сильно я заостряю внимание на признании. Это ответ не им о том, что признание – это самое лучшее дополнение к независимости, а быть может даже необходимое и жизненно важное. Просто были конкретные вопросы о важности признания, я эту тему раскрыл. Еще раз повторю, что независимость должна объявляться в любой удобный для этого момент, несмотря на то, что будет признание или не будет. Не знаю, о чем они писали там, блядь, хрень какая-то, вот этот Ниманкурт, блядь, всегда какую-то дичь несет, блядь.
А, вот здесь спереди же было его, блядь, начало, оказывается. Пиздец, два сообщения. Нужно ли Башкортостану международное признание? Часто меня об этом спрашивают. Некоторые даже говорят, что я больше зациклен на признании, нежели на самой независимости. Развернутый ответ на данный вопрос я как-то не давал, и не пока сегодня слушал стрим украинского блогера Морозенко, сформировался ответ. В стриме Морозенко рассуждал о возможном договорнике между Украиной и Россией. Его главный тезис звучит так. Мол, нельзя заключать мир с Россией, потому что она возьмет паузу, перевооружится, проведет работу над ошибками, и затем и новые силы пойдет на Украину. В качестве аргумента он приводит Хасавюртовские соглашения. Мол, Первая Чеченская война, поражение России, уступки, пауза. А затем якобы Россия перевооружилась, усилилась и во второй кампании победила Чеченскую республику по логике Морозенко с Украиной. Россия может перевернуть тот же трюк. И вот с этим сравнением я принципиально не согласен, потому что кейс Чечни и кейс Украины несопоставимы. После Хасавюрта Ичкерия, будучи непризнанной, оказалась без доступа к международным рынкам, без возможности легально закупать технику, боеприпасы, комплектующие, в условиях экономической блокады и изоляции. Для Чечни мирное время это стало временем истощения армии. Оружие старело, боеприпасы расходовались, техника выходила из строя. Выполнить все это было невозможно. Для России это же мирное время, наоборот, время накопления ресурсов, исправления ошибок и восстановления управляемости армии. Именно эта асимметрия и сделала вторую кампанию для Ичкерии проигрышной. С Украиной все может быть совершенно иначе. Украина признанное государство, открытое миру, она может закупать оружие и технологии у кого угодно, у США, Тайваня, Турции и Китая. Может развивать собственное ВПК, может на равных с Россией работать над ошибками и усилить армию. В случае перемирия Украина не окажется в экономической изоляции, как оказалась Чечня. Поэтому сравнение Украины с Ичкерией ошибочно по самому базовому критерию. Одно признанное государство, другое непризнанное. И вот тут мы возвращаемся к популярному вопросу, а зачем Башкортостан международное признание? Главное получить независимость. Нет, дорогие мои, этого недостаточно. Непризнанное государство, закрытые рынки, изоляция, невозможно создать полноценную армию, стратегическую уязвимость перед бывшими метрополией. Без признания нас ждет чеченский сценарий, медленное истощение и отсутствие шансов на равную конкуренцию. Поэтому независимость без признания это не совсем победа. Скорее всего, это отсроченная проблема. Дошло мне. Кутарам, блядь. Карагас. Не Манкурт, блядь, я не знаю, кто такой нахуй. Что за хуй, блядь, это я не могу понять. Вот они же, я же говорю, блядь, ведут эфиры, блядь, и каналы, понаоткрывают, сука, блядь. Их в лицо не знаешь, блядь, нахуй. Помните, блядь, я когда первый раз начинал, блядь, год я себя не показывал принципиально, блядь. Потом все мне писали, хуй ты спрятался, никто не видит тебя, что не покажешь, блядь, покажешь, блядь. Что вот показал, блядь, что изменилось? И не показываешь, что изменилось, ничего не изменилось. Один хуй пока мы, блядь, нахуй, в жопе, так сказать. Исходя от этого, блядь, этот черт не Манкурт, блядь, тоже неизвестная хуйня, блядь, пишет постоянно какую-то дичь. Ну, давайте, интересный вопрос он тут затеял, ответим. Уважаемый Руслан Габасов, вот это я уже прочитал вам, блядь, туда-сюда. Скажу так, признают или не признают, я в своих, блядь, во всех эфирах об этом говорю, блядь. Безне хужа юк. Мана мен сізге өзіміздің тілде айтам. Бізді үстімізде хужа юк. Бізді, блядь, признавать иттілерме, итмеділерме. Бізге похуй. Бізге просто до лампочки, блядь. Нам главное взять свои независимые, как говорится, и вот эти, которые я говорю, земли свои, и все. А то, что нас признает, блядь, Америка, блядь, или там еще кто-то, нахуй, нас признает, это нам похуй вообще, блядь. Если им захочется с нами, как говорится, туды-сюды, вась-вась торговать, кутыюк, нахуй, признают, блядь. Автоматом признают, нахуй, блядь. Понимаете смысл? Вот как этот Аль-Шара. Его тоже вроде пытались не признавать, блядь. Блядь, какой-то игиловец, нахуй, захватил, блядь, Сирию и туда-сюда, блядь. Не пытались не признавать, блядь. Что потом получилось? Потом, вроде сейчас уже нормально. Со всеми уже десна целуются. И в Москву приперся, блядь. И туда поехал, и сюда поехал, нахуй. Нормально же, блядь. Поэтому туганлар бір гена нужно запомнить үзігізге. Вот раз и навсегда, блядь. Любой халық bu dunyoda birinchi biz Alloh taolamni ostida yuribmiz. И если biz Alloh taolamni tonisak, как раз таки я сегодня тоже
где-то хотел это, использовать это, вот это выражение. И вот сейчас буду использовать здесь. Biz Alloh taolamni tanisak, Alloh taolamni o'zini va'dasi bor bizga. Aytgan. Allohni tanisang, men seni tanimagan seni yerlarda tanitam degan. Mana shu biz lozung bilan yuribmiz. Allohga shukr biz musulmon, shuning uchun bizga nechun boyatsa. Tanimay, признавать etmay ekan bizni. Bizga puxrin. Bizni Alloh taolamgina признавать etsin, bizga shu yetgan. От кому надо, сами приползут. Кому надо вот признание, сами придут. А нам нахрен кого-то признавать. Или там нас, что признали, бегать за этим. Поэтому вообще вот эта дичь, которую он вот правильно один написал, клоунскую фотку отправил, я тоже клоунскую фотку отправлю, блядь, смайлик. Тупизм это. Вот этот Неманкурт вообще какой-то хуй, блядь, не знаю, кто такой он, блядь, вообще. Поэтому нести такую дичь, блядь, уже в начале вопроса уже нелогично, блядь. Уже в начале даже эту тему поднимать даже не стоит, блядь. Потому что без признания үшін біз күрәшмейбіз. Biz kurashamiz o'zimizni yer uchun, o'zimizni xalq uchun. Biz o'shibizmi kimgadir? O'shamaybizni nahuy. Bizni sigam ol, sikmaymi? Не волнует. Не волнует вообще, блядь, нахуй. И biz kimgadir отчет beriga bo'linmaymiz. Biz bo'linamiz o'zimiz uchun. Biz o'zimiz uchun, блядь, Rossiyani bo'lib tashlarga, chiqarib tashlarga o'laymiz o'zimizni yerlardan. Uruslarni butunisini, блядь, ashkal-dashkallarni butunsin. Bizga ularni priznaniyasi kerak yo'q. Bizga naxuy kerak ular, блядь. Biz topib olamiz o'zimizga tengdoshlarini, do'stlarni, tug'anlarni. Bizga ularni признанияsi или не признанияsi bizga тоже не интересует. Признает нас Казахстан или Узбекистан или Таджикистан, Кыргызстан, тоже это не волнует, блядь. Как и говорится, кутагана нара, блядь. Признает, нет, блядь, это что нахуй, блядь. Какие-то игры кошки-мышки, что ли, блядь. Понимаете? Вот только тогда, блядь, нахуй, проснется народ, блядь. Когда вы поймете, что за свою жопу надо отвечать и пизды давать. Научиться пизды давать, нахуй. Понимаете? Выебнулся, пизды дали, блядь. Любому, нахуй. Вот только тогда признание будет, блядь. А хазарсыз в самом ниже плинтусовском состоянии, блядь. Манкурты нижнего плинтуса, так сказать, блядь. Глисты, блядь. Нижнего, так сказать, плинтуса. А от вас что, блядь? От глистов что можно взять, блядь? Ничего, блядь. И когда вы, блядь, так сказать, блядь, выйдете с глистообразного образа, блядь, тогда можно, наверное, с вами что-то вести диалоги, блядь, против Москвы, блядь. А азар әлі сіз құртсыз, блядь, нахуй. Баш құрт. Баш юқ әлі. Құрт қынасыз әлі, блядь, нахуй. Понимаете? Поэтому не тебе думать, нахуй, не Манкурт Ташагин, блядь. Не тебе нам, нахуй, блядь, что-то рассказывать, блядь, уебал. Если меня когда-нибудь увидишь, блядь, вот я твой пост почитал, кут сібірге де керек мен, нахуй. Кутымны да сібірмем, қиягазда болса я был, кутымны да сібірмем сені постың білен, блядь. Эціккен. Не Манкурт. Вот именно сен Манкуртсың, не Манкурт түгілсің сен, блядь. Чему ты, блядь, если ты поднимаешь такие тупые вопросы, блядь? Так. И в Арабских Эмиратах, и в Якутии найдено очень много полезных ископаемых. А на фото 2 аэропорта в Дубае и Оймяконе. Почему так происходит? Дубай думает про инвестиции в будущее своих граждан. Путинский Кремль думает о совковой пропаганде и войне против соседей. Ну да, ну, Дубаем, конечно, нашли, блядь, сравнение, конечно, блядь. Ну, Дубай, понятно, блядь. Это Аймакон, аэропорт, блядь. Якутия, блядь. Охуенно, да? Ну, Сарайма был, наш был, аэропорт, но Сарайма был, блядь. Сыгрып катсам, блядь. Что там, кукурузники прилетают, что ли? И аэропорт, блядь, Оймакон, блядь. Оймякон, блядь. Мякон, блядь. Позорище, блядь. С 20 января детям до 14 лет для поездок из России за границу нужен загранпаспорт. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным для выезда в Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Южную Осетию, а также для возвращения в Россию. Для подростков старше 14 лет и взрослых правила не меняются. Они смогут пересекать границу по внутреннему паспорту. Все, вот. Закрепляются, так сказать,
укрепляются, закрепляются, все, что есть, что нет. Так, идем дальше. Официальный сайт Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации публикует заявление президента Александра Навьюхова в связи со следственными действиями против активистов. Навьюхов решительно поддержал репрессии против всех, кто не понравился прокурорам, ментам и чекистам. АСС заявляет, что не имеет морального права защищать подозреваемых и перечислять зарубежных структур. Среди них Международный комитет по правам коренных народов России, Международный фонд солидарности, Ботании. Финал призыв поддержать чекистов, ведь Россия у нас одна. Да уж, блядь, нахуй. Ну этот хуй, блядь. Что-то он, блядь, там пробубнил непонятно, блядь. Эх, блядь, как они меня долаили уже, блядь. Так, это что, блядь? Ну, это Азат Татар пишет. Есть один чувак тоже, который ведет этот канал. Так, Путин. Элиту страны нужно сформировать из бойцов СВО. Один из пленных россиян пойман в ВСУ. Что, нормальная тема, да? Ну, не нацик ли? Нацик же, да? Вот это, блядь, что за слева, блядь? Г-образная хрень, блядь. Фашистская эмблема, блядь. Вот. Нос сломали, пиздюлей дали, поймали. Весь на колках. Вот такая вот дичь, блядь, идет, блядь, убивать украинцев. Ну что за обезьяна, да? Это же обезьяна конкретно, блядь. Ужас, блядь, какой-то весь. Ночью приснется, кошмар будешь, блядь. Как будто увидишь. Так. Так, история чуть-чуть. Источник Зарипов. История Баймакского края 1917 года по 1922 год. В годах «Правда и вымысел». Труды кафедры истории Сибайского института Башкирского государственного университета. Город Баймак возник на землях бурзянских башкир, как заводской поселок при Танылыково-Баймакском медиплавильном заводе с исключительно русским населением. В условиях развернувшегося в 1917-21 годах башкирское национальное движение заводское население приняло сторону большевиков, советской власти. Новая власть в лице Таналыкова, Баймакского совета рабочих депутатов, опирающегося в первую очередь на заводских рабочих, заняла открыто враждебную позицию по отношению к башкирской автономии. Суть политик, проводимой рабочим советом по юго-восточному Башкортостану, в том числе и Таналыковск-Баймакским, удивительно точно выражена ниже следующие большевистские резолюции, принятые 12 марта 18 года. Сражаться до победного конца с тремя главными врагами: с зутовцами, с Башкурдистаном, со всемирной буржуазией. Под Башкортостаном подразумевается провозглашенное 15 ноября 2017 году утвержденное 20 декабря 2017 года о Третьем Всебашкирским Курултаем Республики Башкортостан. Таким образом, для Таналыкова Баймакского совета война против башкирской автономии, уничтожение любого проявления национальной государственности башкирского народа была одной из главных задач. Кто же возглавлял этот враждебный башкирскому народу совет? Ответ: тот, кому баймакцы поклонялись долгие десятилетия. В годы коммунистического тоталитаризма поставили памятник. Речь о Леониде Озоневе, первом председатель Таналыкова Баймакского совета рабочих депутатов. Леонид Озонов, как и все совдеповцы баймакцы, является преступником. На нем кровь истинных борцов за башкирскую автономию. Именно Таналыкова Баймакский совет уже в феврале 2018 года открыто выступил против Башкирской республики. Озонов и возглавляемый им совет несет
всю ответственность за случившийся заказе в мирных условиях ни в чем не повинных видных башкирских деятелей и офицеров башкирского полка. Таких коварных и кровожадных большевиков, проливших безвинную кровь россиян, современные историки называют красными бандитами, палачами. Это определение правомерно употреблять и по отношению к любимому герою баймаксов. Весной 18 года он убыл в Екатеринбург, прихватив с собой всю готовую продукцию Баймакского золото-медного завода. В Екатеринбурге он не появлялся, пропало и золото, и им увезенное. В беседе с Лениным и в Совнаркоме член Уралоблисполкома Сыромолотов заявил, а с золотом Таналыка в Баймакского завода произошло недоразумение. Несколько пудов золота оттуда к нам не попало. Столько десятилетий башкиры поклонялись возле памятника Озонова, не зная, что он хотел, чтобы башкиры остались рабами от подписчика. Понимаете? Вот начинаешь копать где-то, что-то вылазит, блядь, нахуй. Даже у узкожопых, блядь, нахуй, где-то вылазит какие-то, блядь, истинная такая история, блядь, заметьте, блядь. Вообще удивительные вещи, блядь, порой, блядь, находят, да, люди? Где-то откапывают, блядь, нахуй. Ну, явно невыдуманная дичь же, блядь. И вот и думайте после этого, блядь, поклонялись Озонову, блядь, поклонялись еще кому-то, блядь, еще всяким предателям, нахуй, блядь. Какие там роты понаоткрывали, блядь, Башкортовна, генерал, блядь, генерал Башкортов, блядь, всякие дичь, блядь. Шаймуратов генерал, блядь. Всем шаймуратовские, блядь, нахуй, вот эти, блядь, идиоты, блядь. Да хрена же таких, блядь, которые, блядь, убивали наш народ в итоге, получается, и вы до сих пор это не можете понять. Вот как-то так. Кто вам Москва, блядь, ставит врагом, блядь, вы его начинаете гнобить, блядь. А үзегіз аңламайсыз, кем сіздің душман, блядь. Сіздің душман Москва. Пиздец, блядь. Закину себе, блядь. Да, интересно, до хрена. Что-то сегодня понакидали новостей. Так. Кормить прозрение. Что за прозрение? Ну-ка послушаем 2 минуты. У нас люди не понимают. У нас же вот хотят, они все хотят, чтобы вот чем больше Украины освободить, тем лучше. Ну, теоретически, если на карту смотреть, конечно, да. А практически, учитывая, сколько туда нужно ввалить денег, ваших денег, наших денег туда, то она уже не так красиво выглядит. И хорошо бы посмотреть еще на территорию Российской Федерации, которая уже у нас есть, да, и нет ли там мест, Стрим об уничтожении Москвы. Они все хотят, короче, знамя победы, но никто не хочет карточки продовольственные, никто не хочет рабочую неделю от рассвета до заката и лагеря за опоздание на работу. Никто не хочет участвовать в восстановительных, тогда никто этого не хочет. Все хотят я тебе добавлю, никто не хочет этот флаг держать в руках, понимаешь, и вот эти флаги. Я просто эту территорию проехал всю, лично. Заходя там на Джанкой, там вот и Херсонскую область, и Запорожскую, там где можно было появиться, и Донецкую, Луганскую, везде. И Аминь. вот то, что мы там все, вот посмотрите на Мариуполь, вот там Мариуполь, это вообще ни о чем, короче. Прекрасный город, да, но в масштабах. Я говорю применительно к тому, что там придется сделать. За голову берешься. Я уже не говорю про то, что там осталось от освобожденной Авдеевки, от освобожденного Покровска, Понятно. Кормить их кто будет? Зиганутые переобуваются в прямом эфире. Оказывается, никаких новых областей захватывать не надо, так как внезапно выяснилось, что их нечем кормить. Да и новые территории в виде развалин ни за что восстанавливать. Не за что восстанавливать. Ну, блядь, вы же хотели большой территории. Вот и все, будете там в лаптях ходить, блядь, в лаптях жить, блядь, соломенные крыши, блядь. Хутора будете строить, блядь, соломенными крышами. Раньше же хутора такие были, близ Диканьки, блядь. Вот, вы же этого хотели, блядь. Вот так и будет, нахуй. И потом туда будете запускать евреев своих, блядь, каких-нибудь, нахуй. Из Нетаньяхи, кто приехал, нахуй. Вот так и будете жить как-то, блядь.
С яхудами, блядь, вместе. Пизду. Дичь какая-то, да? Ну, зетники, короче, между собой разговорились. Кто-то откуда вытащил, блядь. Ну, здесь опять какие-то другие, блядь. Соловьев, я бы на СВО послал своего сына и поехал бы сам. Однако возникла проблема сына, на СВО муж не пускает. Здесь этот у Соловьева, блядь, нахуй. Сына мужа, оказывается, есть, блядь. Вот вам не кажется, нахуй, что евреи все, блядь, педики, нахуй, блядь? Я так понимать начал теперь, блядь, нахуй. Одни пидорасы, блядь. Соловьев, блядь, еврей, сын пидор. Еврей пидор, блядь. Пиздец, нахуй. Или заднеприводный, или пидор, или я не знаю, кто. Пиздец, одним словом, блядь. Голубизна, блядь. Голубятник, блядь, создают, блядь. Что за нахуй, да, блядь? Что за деградация, да? А мне кажется, это знаете что? Отасы, блядь, не на верном пути. И баласын Аллах Таалам наказывает вот таким образом. Үзін тимеялі пока. Үзі тігі дүнияда сігіліп қаташақ. А баласы бұл дүнияда уже. Баласына өте. Где-то в Башкортостане. Ох, матурлық напарағыз, а? Матурдан, да? Атлар, қар. Ызбаларыбыз матур біздің. Шунарға нәрсе жетсін. Мында Европада ондай нәрсе жоқ. Шунарға нәрсе жетсін. Біздің ызбалар, мында жоқ мындай ызбалар. Мында он все какие-то свои какие-то. Курай таушы, өзіміздің радиоларына ишетсәң, ертең радиоға уянып кетсәң, әйме, Башқұртстан сағаты 12. Или что-то в этом роде, да? Интересно же. Или там, когда едешь в автобусе или где-нибудь там, едешь и там и кеншит укталыш, там ходи давлечный, или что-то такое, блин. Так, идем дальше. У мигрантов из Индии появились конкуренты. Скоро на заработки в Россию хлынут мужчины из Афганистана. Да, кстати, сегодня в новостях тоже слышал. Посол Афганистана из РФ заявил, что переговоры с россиянами уже прошли и основания рассчитывать на положительный результат. Кто бы сомневался. Гуль Хасан отметил, что Афганистан страна с молодым населением, и государство предлагает массу усилий для того, чтобы отправить нуждающиеся своим квалифицированные кадры. Импортозамещение идет по плану. Вот эти приедут. Здесь дохуя их вижу, блядь. Ну, здесь что-то я не вижу, но вообще в Европе их много. Вот такие приедут, блядь. Вот в таких штанах будут ходить. Потом узкожопые. Давайте посмотрим, как вы там потом им скажете. Как вы афганцу скажете, не читаем намаз. Афганцу что-нибудь такое скажи, он тебе в жопу засунет нож и все, блядь. Вы, афганцев, еще не знаете, кто такие, блядь. Я расскажу о своем приколе. Я сам тоже, как говорится, не из этих тихо сидящих людей. 2023 год во Франции. Приехал я в город Мец. И, короче, заселились мы. Там уже люди жили. Я приехал в эту комнату, и там жили. И тут, получается, там то ли афганец, потом еще кто-то. Ну, короче, много афганцев. Короче, в комнату афганцев я попал. Я как понял, и африканцы были. И там, оказывается, есть система уборки комнаты. Вот как здесь вот. Здесь у нас тоже недавно был скандал. Система уборки комнаты. И этот афганец, петух, так сказать, блядь, один главный, наверное, у них, блядь, он собрал всех, блядь, такой герой, блядь. А рядом него все такие его слушаются, блядь. Я так понял. Но я не вкуривал пока еще в начале, что происходит. Ну, все, несколько холодильников у нас, блядь, там все. В магазин нам дали деньги, все, пошли в магазин, нотарили, все, живем охуенно. И там какое-то время пришла, блядь, нахрен там армянка, блядь, которая хоздвор, блядь, она смотрит, блядь, за это всей хуйней, короче, дает, блядь, это, блядь, посуда, короче. И она вроде бы сказала кому-то там в комнате убираться надо, блядь, и нам она говорила вроде бы всем. Ну, понятно. И тут, оказывается, блядь, каждая кровать убирает по очереди комнату, оказывается. Ну, полы надо протереть, влажная уборка. Понятно.
И тут, короче, как будто бы я новенький зашел. Это как в тюряге, блядь, себя, этот афганец себя повел, как будто он в русской тюрьме, блядь. Он в глаза не знает, что за русская тюрьма, блядь. Молокосос, блядь. И говорит, убираться надо, короче. И мне ставят в швабру, блядь, с ведром, блядь. Я говорю, вы ебанулись, дети, нахуй. Вы что, ебанулись? Я говорю, блядь, вы куда попали, нахуй? Вы кому попали, нахуй? Я говорю. Говорит, убираться надо. Типа, ты новенький пришел, надо убираться, блядь. Я это никогда не рассказывал, блядь. Вот просто к тему я вам расскажу, блядь. И поставили этот, блядь. И начал тут мне быковать. Типа, надо убираться, блядь. Пока жаловаться никуда никто не идет, блядь. Как этот петух, нахуй. Сосед мой. И в итоге, короче, говорит, надо убираться или там что-то будет. Ну, я говорю, блядь, ну убирайтесь, я говорю, блядь. Мне-то что нахуй, я, блядь, только пришел, я говорю, убирайтесь, надо убираться, убирайтесь. Я говорю, блядь, я, короче, разложил свою кровать, все, блядь, нахуй, все, дела свои делал, блядь, магаз пошел, то все, блядь, кушать варил, то все, блядь, все. И эта вся хуйня не останавливается что-то. Один приходит, другой приходит, третий приходит. И тут потом главный приходит, блядь. Типа мне сказали, что ты не убираешься, блядь. Я говорю, ты что, ебанутый? Вот как раз таки он напомнил меня в этом, блядь. Они в этом ходят. Вот так они ходят, блядь. Везде штаны внизу, блядь, и вот эта хуйня, блядь. Вот так. Обезьяны конкретные. И в итоге, короче, он мне говорит, блядь, надо убираться, говорит, блядь, туда-сюда, типа, блядь, тут очередь, там список, оказывается, есть, блядь, потом за дверью, говорит, там список стоит, блядь, ну, блядь, ну и что, блядь, вы же жили, я говорю, нахуй, я еще не жил, блядь, я только пришел, блядь, значит, вы убираетесь, ёпт, как это, блядь, нахуй, я говорю, так приходит, что и мой круг, и сразу я, блядь, убираться должен, я ему объясняю, блядь. Он то ли на английском, то ли на французском, я французский не знаю же еще, блядь, ну, как-то мы говорим. И потом начали спрашивать, ты кто, все, блядь, туда-сюда, короче, я говорю, я говорю, узбек, татар, башкирт, я говорю, блядь, что ты хочешь претензию какую-то иметь, блядь? Нет, ты, говорит, мусульманин, я говорю, альхамдулилля, я говорю, что тебе еще надо? И, короче, сыр туда-сюда, туда-сюда, разбор, короче, блядь, чуть ли до драки не дошло у нас уже, блядь, с ним. Нас разъединять начали те афганцы. Я говорю, блядь, ты, я говорю, ну, Монка я ему говорю, да, я не знаю, блядь, сопляк ебаный, я на английском не знаю, как выглядит, ну, блядь, как ты, я говорю, блядь, ты, я говорю, жопу прижми, я говорю, туда, присядь нахуй, я говорю, блядь, успокойся, блядь. И вот это все мы будем решать потихоньку, я говорю. Да, я поживу, посмотрим, что, кто будет мало полы мыть, и вот так. И в итоге, короче, блядь, он ничего не смог сделать. Дошло, оказывается, до жалобы. Они все толпой пожаловались, что я не убираю, блядь, и устроил там дедовщину, блядь. О, пиздец, нахуй. К этому моменту подъехал чеченец один. Получилось так, что его вроде бы в мою комнату, но в соседнюю он попадает, блядь. Там такая же фигня, короче. На него налетели. Тут на меня налетели. Ну, в итоге, короче говоря, все заткнулись сразу после этого. Все вместе мы как собрались, короче, все русскоговорящие, так сказать. И они забыли даже, что такое полы, блядь, убирать надо. Но только ходила, ворчала армянка. Пиздела, блядь, чтобы мы убирали, блядь. В итоге дошло до жалоб, что доверху, что, ну, как бы, если мы не будем убирать, нахуй, нас, блядь, выселят с общаги, блядь. До этого дошло. И мы, короче, начали договариваться, что, короче, кто как убирается, блядь, нахуй. И каждого, нахуй, начали строить, блядь. Так, короче, ты сегодня убираешься? Да, ты сегодня та-та-та-та-та. И доходит до меня очередь. Окей, я буду убираться. Убрались, чтобы не было высокомерия. И показали, получается, в оконцовке им, тому долбоящеру, что, блядь, вот таким образом, блядь, уборку, блядь, не надо делать, давление делать. И поэтому, что я хочу сказать с этим, блядь, что им, вот им, это с нас это урок не прокатывает. Вот их что-то сделать, блядь, или заставить в пидорасии русские заебутся. Вот я к чему я это рассказал, блядь. Потому что, блядь, нахрен, ихнее вот это упрямство, я не знаю, таких упрямых я нигде не видел, блядь. Вот как у них, блядь. Им все похрен, блядь. И так еще один пример пока назову. Короче, был один в Бельгии, короче, один афганец и другие люди.
Получается, его над ним хотели что-то там издевнуться или что-то такое, заставили, что-то сделали, блин. Афганец где-то выхватил какую-то хрень, нож или что-то такое, блядь, и сказал, всех порву, короче. Если кто-то еще, блядь, против меня что-то сделает. Поэтому это, я вам скажу, не индусы, это, я вам скажу, не африканцы. Афганцы надерут жопу, блядь, узкожопым. Вот так и будет. Вот посмотрите. Это вот такой народ. Вот, так что, блядь, поймите одну вещь. Америка заходила, Русня заходила в Афганистан. Буйсындыралмаган холокна. Они не смогли их сломать, так сказать, на русском давайте скажем. Поэтому афганцев вы заебете сломать. Это мы, может, поломаем их, блядь. Потому что наш нрав не меньше ихнего, блядь. Но вы, русские, блядь, как сказать, москали, блядь, ебучие, вы их не сломаете. Нихуя вы не сломаете. Да, они будут приезжать, работать, само собой, им же деньги нужны. Но вдруг у вас какая-то ЧП, блядь, по деньгам, не доплатили, и что-то будет, афганцы придут толпой и разъебут ваш бизнес. Они придут, блядь, сразу толпой. Они, один звонок их, блядь, приедет, нахуй, стадо, блядь, целое, блядь, нахуй. И пизда твоей Москве, и пизда твоей, блядь, работе, блядь. Вот примерно так будет, блядь. Так что имейте в виду. Насчет сплоченности у афганцев это жестко. Жестко, блядь. И они не пожалеют, нахуй, с других городов приедут, со всех щелей наедут, нахуй, блядь. Вот они такие. В Европе чеченцы тоже такие же, блядь. Допустим, обидели чеченца, приедут все, блядь. Разъебут, уедут. Вот как-то так, блядь. Они вот сплотились так. У татар, у башкиртов нет такого. Такого нету. Ни узбеки не приедут, нет таких. Ни таджики, ни кыргызы, а тут пишет один тут, блядь, кыргыз мне, блядь, за кыргызов не отвечай. Никто из вас не приедет. Никогда вы не приедете заступиться за своего. Вы уже схавали, блядь, русский мир, блядь. Вы не приедете, вы уже, так сказать, зачмырились. Вы уже растоптали свою горлохозну, сыккенсыз уже, с концами уже. Так что я вам примерно показал, как работает система афганцев. Так что имейте в виду. Так. Вы вообще в курсе, что песня «Ойся, ты ойся», там вообще не казак на горе стоял. И вообще вот это «Ойся» — это не просто какой-то возглас, а это обозначение конкретной группы людей. Я была в шоке. Сейчас расскажу. Изначально песня была, что на горе стоял Шамиль. Речь идет про имама Шамиля. Он был предводителем Северокавказского национально-освободительного сопротивления. Была притча, что он очень-очень долго молился на горе, и потом эта молитва переросла в танец, какой-то безудержный. И за счет этого никто не осмелился этот танец прервать. Ну и, соответственно, там и текст был изначально. На горе стоял Шамиль, он Богу молился, черную бурку расстелил, низко поклонился. Имени песня потерпела трансформации, и она перешла из кавказских в казачьи. Как это произошло, я, честно сказать, до конца еще не понимаю. А слово «ойся» казаки вообще используют для обозначения вайнаха. Вайнахи — это ингуши и чеченцы. Прозвище возникло из-за криков хорса, которые издавали горцы во время исполнения лезгинки. Припев песни — это призыв казаков не бояться их, нормальное настроение. То есть ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Даже здесь, даже казаки-разбойники, вот эти казаки, для меня они все равно крестоносцы ебучие, нахуй. Хоть они, блядь, хохлы там, блядь, нахуй, хоть они русские, крестоносцы, блядь. И вот эти, блядь, крестоносцы, нахуй, спиздили, получается, шамилевскую песню, чеченскую там, или, нет, дагестанскую, да, Шамиль, имам Шамиль, дагестанец вроде бы, спиздили эту песню, блядь, получается, кавказскую песню, переделали, нахуй, под ебучий, нахуй, какой-то, сука, как он, казахские, блядь, движухи, блядь, нахуй, казаков, блядь, этих ебучих ростовских каких-то, блядь, и украли песню. Даже тут, нахуй, своего нету, блядь. Даже здесь, блядь, нет своего, сука. Потому что вы даже вообще, вы сами хуй знает, откуда вообще появились эти гданские казаки, блядь. Кто вы нахуй вообще, блядь? Кто вы? Вы хуй на палочке, так сказать, блядь, нахуй.
Понимаете? Вы появились из этой категории гондонов, блядь, образовалась какая-то шайка и пидорасов, блядь, и спиздили со всех щелей, что-то напиздили себе. Что за нахуй? На чужой земле. Не ваша земля это нахуй. Вы хую откуда спустились нахуй. С какой дыры нахуй. Финно-лаптоебов, блядь. И тут такая дичь. Ну, что пишет? Эта песня обычно поет во всех масштабных мероприятиях и в Кремле, и в том числе. Также этой песней гордят рус-община и все националисты. А песня, оказывается, была украденная у кавказских народов и переделанная. Ждем, когда запоют «Ай-хай салават». Ну да, блядь. Ну, запоют, скоро запоют, блядь. Да и все, уже все напизжено, блядь. Что же далеко бегать тут? Билл Гейтс подхватил венерические заболевания после секса с русскими девушками. Из недавно рассекреченного письма Джеффри Эпштейна можно узнать, что после контакта с россиянками сооснователь Microsoft попросил антибиотики для лечения. Ой, блядь, антиклиматит, что ли? Во. Эпштейн, нахуй, и этот хуй. Эпштейн. Получается, нахуй, Эпштейн это был, блядь, как Пригожин, повар Путина, блядь. Но Эпштейн был, блядь, для американцев, как этот, блядь, Пригожин, но только в другом обличии, блядь. Пригожин, блядь, нахуй, собирал вагнеровцев, блядь, и отправлял на войну, блядь. А Эпштейн собирал, нахуй, дичь всякую, нахрен, так сказать, голых, блядь, проституток и невинных детей, и отправлял их, блядь, на убой, блядь, так сказать, вот этим ебарям, блядь. Чем отличается? Ничем не отличается. Вот как-то так. Тоже повар американский, так сказать, можно назвать, блядь. Только маньячелло американский. Так сказать, еврейский, еврей он, блядь. Ублюдок. Да там все вроде евреи, блядь. Вот. Опять, блядь. Опять наше дело. Вот видите, как покрашена карта? Вот это научиться надо красить карту. Если есть у кого-то, я прошу, вот, никто не может мне это сделать. Если у кого-то есть время, компьютер, покрасьте мне те территории, я в Телеграм свой закидывал группу, покрасьте все те территории, которые я говорю, Башкортостан и Татарстан будет новым. Вот так можете покрасить? Вот так надо сделать. Вот прям отделить все земли разными цветами вначале, а потом мы их соединим в один цвет. Несколько видов карт надо выпустить вот в таком виде. Если кто сможет, то подключайтесь в наше, как сказать, общее дело. Нужно покрасить с территории Казахстана до Новой Земли. Это край, это Челябинск, Екатеринбург. Все это нужно покрасить под Башкортостан. И наверх пойти. И слева, короче, Оренбург, Самара и Ульяновск, и все это покрасить там наверх, идти под Татарстан, короче, и идти наверх. Вот это нужно как бы сделать эту карту. Все надо как бы закрасить. А внутри, которые попадаться будут другие, допустим, Удмуртия, там, Мариэль, их покрасить другой цвет. Ну, также как бы дать понять, что оно останется внутри Татарстана и Башкортостана нового. Вот как-то так. Вот как они красят его, блин? Я не могу вот найти программу, как его покрасить. Отделить надо карту. Наверное, это как-то рисует это, блядь, прямо они. Так, Башкортостан лидер по числу погибших. За последнюю неделю стало известно еще о 400 погибших уроженцах Поволжья на войне в Украине. 400 погибших на той неделе, блядь. Ну, уж явно уж 400 это, блядь, за сколько оно погибло, непонятно, но прикиньте, 400. 400, блядь. Понимаете, да, блядь? 400 людей, блядь. Как я в тот день, я вам пример приводил с 1000 рублями, блядь. 1000 рублей, 1000 людей, блядь. Охуенно, да? Как вы дешево стоите, блядь. На Украине, да, в Украине. Из них 77 жителей Башкортостана. На начало февраля общее число погибших регионов ПФО и Астраханской
и Астраханской области менее 49 тысяч человек. Башкортостан занимает первое место по количеству подтвержденных потерь. Потери республики от 7900 до почти 9000 человек, по разным подсчетам. Это больше, чем в любом другом регионе Поволжья. Для сравнения, с Татарстан около 7600. Ну уж далеко не ушел, блядь. Пермский край более 5100. Ранее также было установлено, что в регионах 150-й мужчина в возрасте от 18 до 66 лет. Ko'rdingiz? И потом menga siz aytasiz, 18 yoshliklarni olmanglar deb, блядь. Mana bu olmanglar deb, mana bu o'la bet. Kishilar o'lalasang va shu bilan. Rahmat. O'lalarsang bilan narsaki kishilar 18 yoshdan ketgan bet, o'lganlar bet, блядь. Siz olmanglar deysiz. Olay ekanda endi. O'lgash olabet, значит. Qaydan o'liga kelay ona, mayti qaydan kelasan, men anglamayman, вот это, блин. Тут вот пиздец, блядь. Это еще так как-то странно написано, это, блядь. Тут 77, говорит, блядь, всего 400, говорит, погибших, тут 77, блядь, непонятно, блядь. Сама, говорит, Башкортостан 400, а потом вниз пишет уроженцев Поволжья 400, блядь, оказывается. А из них Башкортостан 77. Конечно, дичь какая-то. Так. Проводим финансовый челлендж. Отличная инициатива, надо на всю страну навсегда. Министерство финансов Карелии устроило челлендж «Месяц без трат». Не покупать одежду, не ездить в такси, не ходить в кино и рестораны. Февраль лишь отправная точка. Такой челлендж можно устроить в любом месяце. Главное начать. И вообще пора объявить год России без трат, но только если ты не чиновник или не депутат. И чё? Этот челлендж, чё оно дает, блядь? Не покупать, не жрать, блядь, не одеваться, не ходить, не гулять, блядь. И чё? Расход, блядь? Bolali kishi boy kishi. Shuni aytam-da bet, no. Ko'k bit xotin, блядь, bola yosarga. Uylanmagandan tomiri qurur. Di xalqimiz maqali. Ota-bobolarimiz o'zlarining xun-xav salamat, kuchli ruhli, obro'li nasl qoldiruviga niq e'tibor berganlar. Uylanmagan uysiz bo'lur, dunyoga quyhiz. Этот башкирский читать х белән бик авыр. Булыр дип улдарына вакытында кәләш алып бирергә, кызларын кияүгә бирергә тарышкандар. Яшьләрен вакытында өйләнештерүенә димселәр зур роль уйнаган. Улар үзләренә күрә психолог та булганнар. Яшь парларның ниндәй гаиләле тәрбияләгәннәр, холык фигельдәрен яхшы белгәннәр. Дөньяга караштарын исәпкә алганнар. Никах вакытында ла шаһиттар итеп хөрмәтле, абруйлы кешеләрне хайлаганнар. Яшьләрдән ата-әсәләре димләп кавыштырылган димселәр дә шаһиттар да яшь гаиләнең артабан матур итеп яшәү китүенә яулап булганнар. Шуга ла никахтары тотрыклык хакланган. Хәзерге замандагы хымак әлпе генә таркалып бармаган. Фотола Арысланбек Әлимголов гаиләһе Кара Якуб авылы мәктәбе алдында 1908 Круковский хатыгы. Кара Якуб. Интересно. Кара Якуб аула. Это что? Что-то знакомые имена. Откуда это выкопали они? Вот, если или такие аулы везде есть, Кара Якупова. Странно. Не может быть. Так. Новенько, о чем стрим, откуда вы? Мы отсюда.
Так. Хабировская Фемида. Обмани людей почти на миллиард рублей и получи 3,5 года тюрьмы или произнеси слово «карахалок» и получи 4 года тюрьмы. Криминальный Башкортостан. Руководительница золотого запаса, кинувший жителей Башкирии на 690 лямов, дали 3,5 года тюрьмы. Офигеть, блин. А что так мало? Так что вот так вот, туғандар. Ресейде отыру мына шулай ул. Ну да. Узкожопые в Уфе в парке устраивают праздники узкожопые. Как чё, блин, узкожопые ведут праздники, блин, в Уфе? А біздің башқұрт татарларының никакой ничего праздника да yok, бір нәрсесі yok, блядь, кроме сабантуя, блядь. Узкожопыларда каждый день свадьба и каждый день праздник, блядь. Русский праздник в парке нефтехимиков в Уфе власти назвали данью нашим башкирским корням. Каким нахуй вашим башкирским корням, блядь? На фестивале Тулуп Фест представили самовары, валенки, шали, тулупы, вязанки, разнообразных сушек, русские печи и роспись под жель. Одним словом, от башкирской культуры тут было разве что ничего, но внезапно забег в русских валенках также назначили башкирской забавой. Пиздец, нахуй. Ну, понятно, короче, мында. Отлар киіндіргенлер, блядь, в красный цвет. Это, сука, блядь, коммунистический цвет, блядь, нашли, блядь. Понятно. Расмусоливать не будем его. Так, Захарова. Призываем российских ученых воздержаться от переезда в Швецию для работы. Мы видим, чем это для них может обернуться. Средняя зарплата ученого в Швеции 420 тысяч рублей. Это 48 700 шведских крон. Россия 56 тысяч рублей. Так что переезд в Швецию может обернуться увеличением зарплаты минимум в 7 раз. Не дай бог. Киля курмагез нахуй, блядь, ученый. Да, вы знаете, это удивительная история, что происходит сейчас со Швецией. Призываем наших ученых-исследователей, высококвалифицированных специалистов воздержаться от переезда в эту страну с целью получения образования или возможностей для осуществления профессиональной деятельности. Мы просто видим, чем это может для них обернуться. А чем? Да, вы знаете, это удивительная история, что происходит сейчас. А чем оно может обернуться, блядь? Ничем, блядь. И поражаюсь над людьми, которые, блядь, до сих пор в 21 веке это нашему быдло население, блядь, вливает в уши, блядь, то, что, блядь, в Европе херово, блядь. Вот это меня поражает, блядь, до сих пор, блядь. Как это может быть, блядь, в Европе херово, если даже вот здесь, блядь, черт те откуда, блядь, из пизды Кукуева приехали, блядь, все живут спокойно. Вот я у вас на эфире, блядь, валяюсь, эфир веду, блядь. Что, мне хуёво, что ли? Альхамдулилля, нормально. Да, базара нет, блядь, пока нету работы, пока мы ищем то, все, блядь, документы, блядь, ждем, то, все. Вот так, а также мы-то, блядь, нормально живем, блядь. Да, есть свои какие-то причуды, блядь, по комнатам, там долбоебы есть. Ну, а что поделаешь, блядь, ну, и в России долбоеба хватает, блядь. А здесь весь сброд зато собран, блядь. И то мы живем в этом сброду, блядь. А в России, блядь, нахуй, вроде бы один сброд, а, блядь, нахуй, такой уебанский сброд в виде русских. Минобороны будет оценивать целесообразность участия российских ученых в зарубежных мероприятиях и согласовывать им выезд за границу. Хождение по граблям, как национальный вид спорта. Да. Вам не кажется, блядь, нахуй такое было и, блядь, раньше? Помните, блядь, какой-то узкожопый фильм был, блядь, который, блядь, хотели, блядь, по фигурному катанию, блядь, как это пизда кошелки, нахуй, катались, и они хотели выйти, блядь, нахуй, за границу, блядь, а им не выпускали их, блядь. Помните такой сериал или что было, нахуй? Фигурное катание какой-то, нахуй, фильм был, блядь, ебучий. Им нельзя, нахуй, блядь, они потом пробивают место, потом они едут, блядь, потом получают какое-то место, блядь. Да, хуйня, блядь. Вот к этому вы пришли опять, блядь, нахуй. Вот опять вы вернулись к этой реальности, блядь. Путин, как говорится, добился своего, блядь, нахуй. Если даже, блядь, какая-то, сука, олимпийская, блядь, чемпионка или кто она, нахуй, блядь, по фигурному катанию или по какому-то
хуйне, я не знаю, блядь, плавчиха или не помню, уехала в Казахстан, блядь. Теперь через Казахстан выступает, блядь. От Казахстана выступает, блядь. Вот этого я тоже не могу понять, блядь. Смотри, логика, блядь, у меня не складывается. Получается, эта пизда-кошелка уехала, блядь, из России выступать через Казахстан. А тут Казахстан берет нормальных пацанов и посылает, блядь, в Россию, блядь. Ну, определитесь, нахуй. Эту кошелку-то вы приняли, блядь? Да нахуй пошлите ее, она же русская, блядь. А вот эта русская, которая пиздит про Казахстан, что она в Казахстане живет и что-то хуево зажимает казахи, а чеченец, наоборот, приехал туда, блядь, нахуй, наоборот, жопу свою спасти, блядь, не чмыря даже казахов, а вы их отправляете, блядь. Вот как можно понимать, нахуй, блядь? Понимаете, вот как у вас работает логика, блядь, нахуй. Точнее, не у вас, а в правительстве, блядь, нахуй. Вот такой, блядь, нахуй. Двойные стандарты, блядь. МВД СВО последствия. МВД насчитало 2472 теракта в РФ за год. Почти столько же зафиксировали за предыдущие 20 лет. Сколько терактов зарегистрировали в России, блядь? Вот, за 20 лет ничего не было, оказывается, раньше. Вы смотрите, прикол, блядь. Это прям как, блядь, мой этот, блядь, взлетел канал до 2 миллиона 900, блядь. Недавно, помните, январь, блядь, весь показывал я вам, или нет? А тут то же самое, блядь. Зато, блядь, тут, получается, на 2500 в 25 году, прям 25 год, 2025 год. И тут тоже цифры такие, 2472 теракта, блядь, нахуй, в России, блядь. Откуда? Что за теракты, нахуй? Не могу понять, блядь, нахуй. Кто нападал, блядь? Так. Послание главы Республики Башкортостан ради Хабирчика этого государственного собрания Курултая Республика Башкортостан все для победы. Республика для Курултая, блядь. Вот такой Курултай у нас точно не будет, блядь. Понимаете? Президент в Курултае выступать никакой не будет, нахуй. Вот это нужно понимать. Президент будет плясать под Курултай. Курултай будет рулить над президентом, блядь. Нашим, иншаллах, в будущем Башкортостане и в Татарстане, блядь. А не так, что президент будет, блядь, нахуй. Не будет, нахуй, президентская страна, блядь. Будет, нахуй, парламент, Курултай, вот такой будет страна, блядь. Президент будет, нахрен, просто менеджер, блядь, на время. 3 года. На 3 года, блядь. Отсидел 3 года, нахуй, иди нахуй, другой стал президентом. Ишак обратился с посланием марионеточному парламенту. Не понимая, зачем он откладывал свое обращение, потому что ничего ценного он не сказал, снова включил свою шарманку про то, как нужно помогать России в ее преступной войне против Украины. Больше ни о чем он говорить не хотел. Ни о реальных проблемах Башкортостана, ни о репрессивной политике России в отношении башкир, ни о социально-экономических проблемах. Ему вообще на все плевать, кроме участия Башкортостана в войне против Украины. Я призываю всех башкир и уроженцев Башкортостана, состоящих в ВС РФ и принимающих участие в этой войне на стороне России, сложить оружие. Эта война не имеет никакого отношения ни к башкирам, ни к Башкортостану. Вот здесь остановлю-ка. Я в тот раз в каком-то эфире говорил, не сложить оружие. Оружие не надо сложить. Башкир, блин, татарга мин айтам. Мин айтам, еще раз повторяюсь. Взять оружие и идти на Москву, блядь. Вот вы сейчас попали на войну, блядь. Поняли, что вы не там, блядь. Вы же поняли это, что вы не там. И вы думаете, что делать, блядь? Собраться, нахуй, и Москве барга, блядь. Барга Москве сыгып қайтырға, блядь. Вот только так, блядь. Если вы этот путь вы выберете, блядь, мы тоже можем, как говорится, подключиться под такую тему, блядь. Если вы выберете такую тему. Потому что в данный момент у вас есть и плацдарм, и оружие, все при вас. У нас пока ничего этого нету. Поэтому мы только можем, блядь, вас, так сказать, к этому, так сказать, надоумить. Только надоумить можем. Если вы, как говорится, любите Башкортостан и Татарстан, то вы должны это понять. Если вы, так сказать, нахуй, будете жить дальше в этом манкурском состоянии, от вас, конечно, толка не будет. Эта война ничем не обоснована. Лживая риторика противостояния
противостоянию Западу и украино-нацистских рушится. Укронацистах рушится, если узнать, что дочери Хабирова проживают в Австрии и Великобритании. У нее есть имущество в Испании, а в Башкортостане сейчас орудует банда русских нацистов из русской общины, которая ненавидит башкир и хочет ликвидировать республику Башкортостан. Если вы погибнете на этой войне, то не принесете никакой пользы ни своему народу, ни своей стране. Поэтому самым логичным вариантом является сложить оружие, возвращайтесь домой. Возвращайтесь домой, понятно, блядь, только с оружием возвращайтесь, блядь. Возвращаться можно и в Москву, и можно в Башкортостан. Так что, блядь, у вас две пути, блядь. Как это, блядь, Эдуард Хуснудинов поет. Две пути, блядь, какой-то, блядь, песня у него есть, блядь. Вот прям вспомнил эту песню, блядь. Вот у вас две дороги, два пути, блядь, или как-то поются. Так что вот, Сызада Шулук, Халь. Или Мәскеуге, или Хабиров на Сагерге, блядь. Можете башта Хабиров на Сагерге, а потом он даже жиылып, блядь, мында барага нахуй. Вот как-то так. Никто из башкир не обязан служить в русской армии. Если вам пришла повестка или вас заставляют подписать контракт, то шлите этих убийц далеко и подальше. Ваша жизнь ценна сама по себе, и никакой кретин из военкомата не имеет права ее отнимать. Избегайте службы в армии любыми возможными способами. Сэв Башкортостан. Ну, понятно, голос башкир, короче. Телеграм-канал это написал такой. Так. Чмошники какие-то, блядь. Поведение этих женщин очень похоже на поведение рядовых членов тоталитарных сект. В этих двух конкретных случаях помочь, скорее всего, не получится. Точка невозврата уже пройдена. Пропаганда оказала катастрофическое разрушающее воздействие на человека. Их так приучили к тому, что сдохнуть за империю почетно, что некоторые даже своих детей к этому с рождения готовят. В камуфляжных конвертах из родильного дома выписывают. Если себя не жалко, детей своих не жалко, то о чем вообще можно тогда говорить? Ну да, у меня такое чувство, знаете что? Прям вот недавно, блядь, смотрел фильм, блядь, я уже думаю, блядь, дай-ка посмотрю фильм хоть его. И посмотрел как раз-таки фильм, блядь. Фильмы, знаете, блядь, порой фильмы американские, блядь, это те фильмы, которые, блядь, проходят заранее по земле, эти фильмы, а потом происходит война, блядь. И тут как раз миссия невыполнима, блядь. Том Круз, блядь. Этот хуй старый, блядь, играет в этом фильме. И получается, вот прям вот этот фильм я вспомнил, блядь, нахуй, что там говорится о нынешней вот ситуации, там, блядь, кто-то взорвет, что-то взорвет, сейчас мир и захватит. И мне кажется, нахуй, вот эти, блядь, головы, нахуй, не Путин засрал, блядь, нахуй. У меня такое чувство, что это режим, блядь, нахуй, это ИИ, блядь, ну вот это как, блядь, GPT, нахуй, да, так сказать, нейросеть. И вот эта нейросеть, получается, захватила, нахуй, это пидорасию полностью, блядь, и насрала им в голову, так сказать, уже до такой степени, что они идут под такой дудкой, блядь. А, ну, конечно же, блядь, нахуй, это GPT, блядь, работает, как сказать, вместе с Путиным, блядь, нахуй. Вот у меня вот такое вот впечатление сейчас собирается от того фильма, вот это, блядь, все вот это вместе. Получается херня такая, что на самом деле как будто бы, блядь, вот эти, блин, так сказать, женщины, да и все люди, блядь, в этой Петросии, они все, блядь, больны, блядь, нахуй, какой-то темы, что, блядь, у них, блядь, одни враги, блядь. У них, блядь, по земле одни враги, блядь. Но они всех спасают, блядь. Они не враги никому, они всех спасают, но у них только враги есть, блядь. Вот как можно с такой логикой жить, блядь? Вот это не могу понять, блядь. А я ведь внутри тоже жил, блядь, прикиньте, блядь. Избавился, блядь, и теперь вам об этом говорю, да? Интересно, блядь. Поэтому я думаю, блядь, подобие нас надо увеличиваться, блядь, а не уменьшаться. А я что-то увеличения не увидел, блядь. Вот за все время, блядь, вот за 4 года я не увидел увеличения, блядь. Как было это быдло население, блядь,
Оно так и есть, блядь. Просто оно уменьшается. Не увеличивается, а уменьшается еще. Это быдло же, само же уменьшается, блядь, в этих войнах, блядь. Вот как-то так получается. И танцы вот эти, блядь, сука, с бубенцами, нахуй, чего, блядь, с флагом, блядь, это, ну, так сказать, кризис, блядь, этого возраста, блядь. В российских вузах студентам начали активно предлагать альтернативу отчисления годовой контракторам дрона. Формула простая. Муниципальность, угроза вылета, а дальше обещание особых условий увольнения через год, в отличие от стандартных контрактов, привязанных к мобилизации. На проекте это старая схема с новой оберткой. Контракт типовый с автоопределением без реальной возможности выйти из него. Все разговоры про 1 год приманка для тех, кто оказался в уязвимом положении. Вузы фактически участвуют в вербовке, перекладывая ответственность за войну на плечи студентов. Инде аңладым қойдан 18 яшьликләр китеп бара соғышка үләргә. Вот с вузов. Это в тот день я на том каком-то эфире тоже мы про это читали, как бы, что вузы, блядь, начали людей, так сказать, предъявлять, блядь, этим, кто экзамен не сдал, не успел, блядь, провалил, блядь, или если у него есть, блядь, какая-то нахуй отсрочка от армии, блядь, вот эта вся хуйня теперь будет котироваться как сходи на годик, блядь, и вернись, блядь. Типа того, блядь. Я видел такого этого чувака, короче, в армии, блядь, был он дагестанец. Короче, он был с высшим образованием, и у него как бы была, блядь, вроде, блядь, типа год отслужить надо ему. И вот он как бы, как офицер приходит он, ну, сам рядовой, блин. И пришел, вот, короче говоря, этот год отслуживать. Помню, блядь, когда я 2 ебашил, а он из-за того, что он с университета, блядь, год только, блядь. Вот как-то так, блядь, нахрен. Прикиньте. И, само собой, ему уже тогда не было, бля, 18 лет, а ему было, наверное, около 25, там, наверное. Потому что вот где-то вот между какой-то между каким-то годом они едут, блядь, бросив, блядь, свой университет, едет, блядь, в армию, блядь. Вот этот момент я нихуя не проникся, блядь, вот этим моментом. Он закончил, приехал, или где-то посередине пятилетки он приехал отслужить, а потом дальше поедет учиться. Вот это я не вкурил, блядь. Ну, суть, короче, был такой, я видел такого, блядь, в армии 20 лет назад, 22 года назад. Как-то так. Ой, девчули, нужен совет, голова кругом. Муж на СВО, а у меня тут на заводе страсти. У нас в цеху новенький индус. Ну какой же красавчик, глаза как угольки, а руки, ну вы поняли. А какие песни поет. В общем, закрутилось у нас. Он уже практически у меня поселился. С детьми общий язык нашел. Они ее Баладжи зовут. Помогает ему русский учить. Вот только не знаю, что делать, если мой внезапно нагрянет с СВО, развод даже не предлагайте. Я же не дура. Я же не дура. Закину-ка я себе это, блядь. И интересно прям, блядь. Интересные, блядь, находки, блядь. Классный, блядь, текст я прочитал, блядь. Аж мне смех и грех, блядь. Ну вот видите, блядь. Так что, блядь, как это, блядь, нахуй. Ты живой, не живой, им не волнует, блядь. Как однажды говорила в тот раз, помните, не возвращайтесь, блядь. Ну вот реально, вы нахуй возвращаться-то будете, блядь. Меня же тоже так же, блядь, хотела, блядь, вторая жена утилизировать, значит, получается, вот так и получается, прикиньте, я тоже сейчас такой же был бы, блядь, нахуй. Так сказать, блядь, утилизированный, так сказать, заранее уехавший на утилизацию, блядь. Вот какой-то такой я был бы, блядь. Так вот. Так. Тут что-то не читали. Нет, здесь уже что-то читали. Здесь все уже мы читали. Идемте что-то другое интереснее почитаем, блин.
Наконец-то вроде... А, нет еще соседей, да, думал, ушли, блин, не ушли. Время 2, вот они сейчас должны уйти уже. Такой шум был, блядь. Я что говорил, даже порой сам не слышал. Вот только начал свой голос слышать. Кошмар, блядь. Ну вот, так. Давно вот этот не читал. Ну-ка посмотрим-ка. Погибшие. Ищи своих Башкортостан. Что тут есть интересное? Есть? Ну вот. Ну что есть, блядь? Ну, имена уж я не буду читать сейчас. Просто поверхностно прочитаю. Еще 19 военных из Башкортостана погибли на войне в Украине. Вот это пишется на 23 января. Написано. В администрации Кумертау сообщили о гибели 2 земляков. 26 января в Кумертау простятся с Федором Осипенко. 17 января в Кумертау простились с Саматом Харисовым. Он родился 31 октября 1988 года. Заключил контракт в августе 24 года. Во, точно, август 24 года. Вот, моего тоже так же забрали, одного родственника, помните, я говорил вам. Август, а в ноябре умер. Без вести пропал. Все. Что это такое? И потом как будто нашли через год, вот в этом году, в прошлом вот этом году, в октябре или в ноябре или декабре привезли. Представляете, через год привезли. Через год, где его хранили. Запчасти, я говорю, запчасти, он говорит, запчасти. Пиздец. Понимаете, как? Ну, это, ну... Ну вот. Ну да, вот. Самое интересное, смотрите. 19, вот здесь 19 военных, да, ведь было только что. Теперь вот здесь другой район. Другой район, блядь. Другие районы. 17 военных. Другие районы 17 военных. Идем дальше. Еще 18 военных. Идем дальше. 20 военных. Вот тут тоже загружен 23-го, блядь. Пиздец. По районам. По районам. По районам. 19 военных, вот еще. И 22 военных. Ну вот, короче, вот от этого и сходится. Видите, вот сколько тут до хрена. Понакидали 18 военных. Оно же не одно и то же, блядь. Понимаете? Нет, я сюда даже заходить не хочу. Вот давно не заходил, просто зашел. Дичь полная, короче. Так. Что-то... Кремлевская пропаганда сильно боится, что после СВО национальные республики и целые регионы будут уходить от Москвы. Вот, например, Скобеева и ее муж на своем пропагандистском шоу четко выучили, что такое деколонизация России. Главная цель – так называемая деколонизация России, то есть развал России. Кремлевская пропаганда сильно боится, что после СВО национальные республики и целые регионы будут уходить.
Что на уме, то и на языке. Скобеев заговорил о развале России. Главные кремлевские пропагандисты все чаще рассуждают о деколонизации и распаде, тем самым признавая, нынешняя Россия – это империя, удерживающая регионы силой. Империя боится потерять контроль над колониями, но при этом понимает, что распад неизбежен. Именно поэтому в эфире все больше истерики, угроз и разговоров о внешних врагах. Центр продолжает выкачивать ресурсы и бросать людей на войну, удерживая территории страхом. Но чем сильнее давление, тем быстрее регион начинает искать выход. Білесізме, как вам, вот то, что мы говорим же, вот мы говорим, там, навальнисты есть, ходорковские, там, еще какая-нибудь там штаб 5-й армии, там, ну, всякая дичь вот эта вся, да? Вы думаете, что, они нас не видят, что ли? Блять. Они нас всех видят, блядь. Может, меня не видят, конечно, вот все, кто вот повылазили по Европе, всех они видят и знают. Исходя от этого, и то, что, блядь, Лига свободных наций есть, блядь, Россию хотим уничтожить и так далее, они все прекрасно знают. Но чтобы, так сказать, не акцентировать вот эту хрень, да, ведь не акцентировать какую-то, блядь, ситуацию, они его будут, так сказать, подводить к нему, так сказать, с козырями, ну, как это вот, допустим, козыря, короче, заканчиваются, и они подводить будут его к такому моменту, что, допустим, вот сейчас Украине нужно сдаться, ну, как бы, да, ведь Россия как бы, как будто, как проигравшая получается, она же не может Киев взять, и Украине надо отвязаться от этого, и вот, а это же, как говорится, блядь, бьет, блядь, по этому, по вот этому, блядь, как самолюбию, или как это, блядь, называется, этому Москве, блядь. И таким образом, Москва же должна какую-то, блядь, причину найти, блядь, нахуй. И вот эти пропагандоном, нахуй, Скобееве уже была команда ФАС сказать про вот это. Понимаете, вот получается, в один момент они говорили, блядь, что чурки, блядь, потом, блядь, индусы, нахуй, теперь везут, и в итоге теперь уже дошли теперь до нас, ну, так сказать, те, которые топят против Москвы. И получается, теперь, что получается? Им дали команду, она это высказала, теперь его перехватит еще газетники, само собой, перехватили еще какая-то дичь перехватит. И таким образом будут раздувать эту хуйню. Для чего? Вдруг, блядь, мы постараемся, мы, конечно, будем стараться, прорвем где-то какую-то блокаду мозговым штурмами своими. Мы же как бы эти все наши ролики для мозгового штурма идет, блядь. Не просто так же мы хуйней маемся, сидим там по 6 часов, в тот день я сидел, блядь. Мозговой штурм к чему? Вдруг, как говорится, против Москвы прорвется. Они должны быть готовы объяснить своему быдлу народу в этом манкурском, блядь, нахуй, что мы хотим, понимаешь ли, блядь, разъебать эту матушку Россию, блядь, нахуй. Мы что, блядь, не дай Аллах, блядь, мы их разъебем, блядь. Они думают вот от этого, блядь. И вот это всякие, блядь, нахуй, Скобеевы, нахуй, Поповы ебучие, блядь, вот эти все дичь сейчас будут делать так, чтобы, блядь, нахуй, мы оказались, так сказать, нахуй, белая ворона среди черных пидорасов, блядь. Ну, как-то вот так, блядь, чтобы нас, блядь, опрокинуть, блядь, с границы даже, блядь. Ну, как вот с Навальным происходило, блядь, сделали его, как сказать, овощу, и в итоге, короче, так сказать, поиспользовали и убили потом, да? Чтобы вот это, блядь, нахрен, так сказать, раздуть, они сейчас будут кидать козыря. Ну, так сказать, они их оставляли когда-то, блядь, нас оставляли, не трогали. Теперь будут эту хуйню делать. Вначале они начали, блядь, с того, что, блядь, нахуй, иноагенты, потом, блядь, объявлять начали всех под иноагентов, а потом потихоньку вот начали вытаскивать теперь через Скопею. До этого Соловьев пиздел, что нужно ебашить Азию. Теперь уже, блядь, не Азия, блядь, нахуй, тут получается уже Азия в втором плане остается уже вообще, блядь, за горизонт. Все, забыли, заткнули, так сказать, эту тему. Теперь те, которые разъебать хотят
и сделать деколонизацию, так сказать, этой ебучей Москвы. И поэтому, что получается нахрен? Наше движение на правильном пути, если о нас заговорили, значит, мы точно на правильном пути, и у них очко начало джим-джим делать. И поэтому теперь что нам предстоит сделать, блядь? Нам нужно усилий дать именно внутреннему, так сказать, нашим людям, те, которые внутри и которые топят за нас, максимально быть готовыми к любым оборотам, так сказать, к движухам. Почему? Потому что изнутри могут начать ловить людей, которые, ну, в душе, так сказать, не делами, пока делами как бы им нельзя чем-то заниматься, в душе топят за независимость. Поэтому в первую очередь вам нужно будет подстраховаться, потом, само собой, и нам надо тоже подстраховаться, и чтобы вы внутри были в безопасности. Поэтому как бы максимально вам нужно зарыться, так сказать, чтобы вы не выходили с всякими нахуй плакатами, еще не вздумайте, блядь, слушать этого Газбасовых, Кашаповых, у них привычки такие, блядь, с плакатами выходить. Это вам не Европа, чтобы ты с плакатом вышел и все, блядь. Даже вот в Германии здесь, выйди с плакатом Палестины, ты пизды дадут, нахуй, менты даже. Поэтому вы должны понимать, в России вам сейчас будет очень сложно. Вам надо будет как-то двигаться, или надо уезжать, если вас заподозрили, или что-то в этом роде. Поэтому по-другому никак. Это слова, звоночек. А из Кремля звоночек, он бывает не просто так. Если этот звоночек прозвенел, если вы помните, блядь, тысячи раз, когда говорили, блядь, вот, блядь, понаехали мигранты, надо все заканчивать, нахуй, закрывать, блядь. И потом, через какое-то время все ходили, да нет, не все нормально, ездят, хуякс, потом нахуй начали ебашить узбеков, блядь, всех. Как, блядь, границы закрыли, помните, сидели между Казахстаном и Россией, блядь, не могли с Казахстана зайти, Россию не пускали, блядь. Вот эта хуйня начнется, ну, это была вот такая, да, а в нашем понимании начнется вот такое, блядь, где, так сказать, начало, так сказать, давления, что мы будем врагами народа, и внутри кого-то, если выцепят подобие, которые топили за нас, блядь, это не будет из той категории, что, блядь, там 8 лет, 10 лет, блядь, за отправку смс-ки там с деньгами запошлить нас, блядь, и, точнее, Украину, блядь, а это уже будет еще хуже. То, что, блядь, я же говорю, план Азии, план Украины сейчас отойдет, блядь. И им нужно новое безобразие какое-то. Вот это новое безобразие, это будет вот как раз-таки наша оппозиционная система, которую нужно будет для них, ну, как сказать, задача уничтожить. Вот как-то так будет. Поэтому вы должны понимать, что внутри вам будет очень тяжело. Так что не высовывайтесь, мои такие добрые, так сказать, пожелания. Шага курмагез, блядь. Шага курмагез, курынмагез, блядь. Вот утыргыз күтігізді қысып, утырдығыз, утыргыз, блядь. Ну, так сказать, біздің каналларны нешіктір өзігіз арқылы нешіктір там лайк, подписка и тып нешіктір под левыми какими-то, не знаю, джимайлами, блин, таратығыз. Внутрь максимально таратығыз. Внутрь, чтобы оно внутри вот так крутилось, прям. Срывайте мои вот эти ролики, скрин экрана делайте, там несколько минут, блядь, и все это все куда-нибудь распространяйте максимально внутрь. Так, Хабиров снова взял на работу осужденную пиарщицу. Ну да, а чё не взять, блядь. Елена Прочаковская, осужденная за мошенничество, вернулась на работу в администрацию Хабирова. А чё с ней будет, нахуй? Конечно, вернется. Потому что она все знает, блядь, секреты Хабирова. Если она, блядь, сядет, и явно, блядь, нахуй ультиматум был выставлен. Если я сяду, Хабиров светит, нахуй. Поэтому, блядь, она сейчас опять на коне. Она вот так и будет всегда, блядь. Поймали кого-то, блядь. Если он сядет, все. Поэтому Хабиров пока держится, блядь, в Башкортостане, он максимально будет ее держать. Вот когда Хабирова уберут, вы посмотрите, и ее опять вспомнят.
И ее посадят, и Хабирова посадят потом, блядь. Дойдет до этого, потому что путинский режим – это режим тот, который не дает людям назад пути. Вот как война. Допустим, ты избранный Эйнштейн какой-то, блядь, ну, имеется в виду, какой-то области, блядь, ну, вот Хабиров, допустим, да, глава, блядь, глава области. И что с тобой будет, блядь? С тобой будет так. В армию как забирают? На 1 год, говорят, и ты оттуда уже не возвращаешься. Тут то же самое. Как сказать, договор с дьяволом. Вот договор с дьяволом у вас идет, блядь. Договорился, назад пути нет. Жаныңны саттың сен. Жаныңны сату дегені 21-ші ғасырда мына шулай ол. Как сказать, душманыңа жаныңны сатсаң, ну, для нас все душманы, само собой, но сен өзіңнің даже хужаңа жаныңны сатасың, так сказать, блядь, вот этому дьяволу, Путину, блядь. И все, назад пути нету. Как ты вернешь свою душу, блядь? Ты же продал ее, блядь, за какие-то мирские дела, блядь. Вот и все. Вот как-то так, блядь. И это нормально работает. Поэтому, когда говорят, что хадисы там от всего нашего исламского мира, блин, не работают, говорят, да, все работает. 24/7 работает, и каждый хадис работает, каждый слова из Корана работает, все работает. Это что, во всем, короче, во всем нужно искать какую-то... И вот находится ответ в этом. Башқұрт юлы. Есі қайсы ереклі фикір клубы. Ишмурат Хайбулла, Айгуль Леон, һәм Руслан Сулейман фикер алышты. Ну вот, в Ютубе было, оказывается, их выступление. Ну, здесь я не видел. Һаумыгы биттер, һаумыгы хөрмәтле тамашачыларыбыз, сираттагы алдына безнең үзебезнең махсус алдына инде ул алдына уртаһында очрашабыз да безнең теге алдынан бул алдынага тиклем ханала сираттагы алдына тамамланды һәм без яңадан очраштык. Арлы бирле яңалыктар бар һәм шулар турында без бүген искә алып, үзебезнең фикерләребезне үткәреп үтербез дип уйлыйм. Сәламдар егетләр, хәлләрегез ничек? Салам. Hayırlı gün Başkurt ile Uruslu Nihat Tarayhan Hanyağından artığı da amin. Salam. İşmurat Aygül, тамашасылар. Бүгін біздің малайға 1 яш толды, шуға қотланып та, юқларға ятқырдып та, шапта шоп мен шоп тапшыруға оңламасы үшін жүгіріп келіп атқа түштім енді. Шулай вақыт теді өте, әлігін атыуды, бүгін уже 4-5 адым әшләп, бүтін эмоциялары бар, күн ғайын яғы бәріме өттеріп тұрайын. Понятно, мы это не будем, само собой, все это смотреть. Что я могу сказать здесь? С этим братом икisi bilen de men söyleshkanim bor, bu ikisi bilen de. Manavsi Сулейман это Канадада yaşıyor. Ишмурат Абы Францияда yaşıyor. От меня недалеко он жил. Мы так и не увиделись с ним. Ну, люди такие, знаете, все заняты, как будто в работе. Ну, Ишмурат Хазрат, конечно, не в работе, а тот в работе реально, короче, тот работает как строитель, получается. С Айгуль Леон я не общался никогда. И вот это получается, видите, они выходят троем, получается. Троем, да ведь? И шунда ведь инда, даже вот в этом обличии, да ведь, шунда мен дүртінші болып, даже урынлар да бар ведь инда. Дүртінші болып мен шықсам. Нәрсе болар екен. Понимаете? Смысл какой? А у этого Сулеймана даже номер телефона у меня есть, у этого Ишмурата тоже номер телефона есть у меня. Но они неразговорчивые люди. Вот это меня удивляет. Вроде бы я на той же волне, вроде бы что-то такое. Они или не понимают вообще, что как вообще, или не хотят включать в свою движуху, короче, чужих людей. Я же для них чужой, как бы, хоть я из Башкортостана, как говорится, башкорт түгіл да енді, мен метис,
Понимаете, какой логика тут идет, блядь, уже включается у меня? Почему так? Понимаете? Как-то вот шулайрақ, потому что Габбасов ши башқұрт бетінде біз бетінде бізді татарларда не айталар бұлар? Бұлар ши башқұртлар. Ши башқұртлар, значит, так сказать, оригинальные башқұрты. Оригинальные, а мы же не оригинальные. Вот, и исходя из этого, наверное, я поэтому не подхожу к ним, блин, как говорится. Или они сами не хотят включать. Ну вот, втроем они побеседовали, и самое интересное, если, допустим, да, ведь они такой ведут эфир, почему же их просмотрело всего лишь 277 человек? 277 человек. Почему так их мало смотрят люди? Вот это удивляет. О чем же они там говорили, что их смотрело только 277 человек? Если я выхожу с нормального канала, у них вроде бы и канал неплохой. Давайте посмотрим их канал. Ну, канал тоже, да, новенький. 294 подписчика. 294 подписчика и смотрели 270 человек. Ну, почему у них нет залетных людей? Знаете, вот странно. Потому что, наверное, говорили на башқұрт тілінде, наверное, сөйлешкені үшін шулай, наверное. Мен білмеймін нәрсеге. Почему? Если так сравнивать просто просто обычные каналы, и просто, как бы даже вот убитый мой канал может произвести столько просмотров, не как у них. У меня больше, может, просмотров будет, чем у них. Вот странно. Вам не странно ли это? Для меня это странно. Почему? Потому что вести троем такие, ну, так сказать, не скажу, что знаменитые люди, но скажу, что люди, которые хотят уничтожить Москву и взять независимость Башкортостана, и смотрят их только 277 человек, я думаю, это, блядь, печалька. Это печально. Это так, получается, башқұртлар бүтінісі занят суғыш білән, что онарға только 277 башқұрт қана кірген. И то оны әлі 277 ішінде, әлі оны яртысы қазақ, наверное. Оны ішінде әлі башқұрт та жоқтар әлі оны ішінде. Оны ішінде может бұларға қазақ бұларға может, кім бұларға может, еще бірәрсі оңнағанлар шулар отырғандар онда. Оны ішінде башқұрт жоқтар да может даже. Хз, кто там вообще сидит их смотрит. Вот я сейчас посмотрел с вами. Считайте, это, наверное, я 270 или 277 я стал, или 278 я стал. Вот и все. Шундыхаль, дуслар. Поэтому, как бы, ну, что я могу сказать? Утызынчы январда, притом, утызынчы январда олынган. А бүгін 4 февраль. За 4 дня у них еще ни хрена ничего не плюсанулось даже. Это же тоже странно. Как-то так. Ладно. Так, сейчас. Давайте зайдем. Теперь, что происходит в татарской теме? Зайдем что-нибудь вот. Татарский разведчик. Это кашаповская тема, короче, примерно. Зайдем туда. Что говорится тут? РПЦ в Татарстане тайно получает финансирование из республиканской казны. Движение «Татар Шурасы» опубликовало журналистское расследование, которое вскрывает схему конфиденциального перевода крупных денежных средств на счета Казанской епархии Русской Православной Церкви. Схема, в которой задействован ряд юридических лиц, легализует бюджетное вливание под видом благотворительности. Из опубликованных документов следует, что фонд «Пчела» в январе этого года заключил договор о переводе 50 миллионов рублей Казанской епархии Русской Православной Церкви. В договоре сказано, что пожертвование на уставную деятельность без конкретного проекта и отчетов, а сам договор признан конфиденциальным. Учредитель
пчела, компания Инвестнефтехим, которая через связь Инвестнефтехим принадлежит Республике Татарстан, то есть государственные активы республики через прокладку оформляют перевод денег как частную благотворительность и создают канал экспансии РПЦ в Мусульманской Республике. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл Наконечный и раньше попадал в финансовые скандалы. Упоминал сборы с приходов, подарки к личным датам, просьбы к крупному бизнесу и истории с дорогим автомобилем. Ну и помните, этот Кириллушка, нахуй, я не знаю, это что за Кирилл, нахуй, это татарстанский Кирилл, блядь, у них везде Кириллы, нахуй. Хуй наш этот Кирилл, блядь. У него же, помните, в прошлом году ловили этот, блядь, яхту какую-то, блядь, нахуй, припаркованную где-то, блядь, там, в море, блядь, в океане, блядь, где-то там, блядь. Нет, он такой открестился потом. Это не моя яхта, блядь, нахуй. А чья яхта-то, блядь? Кириллушка, блядь. Ну, это, конечно, татарский Кирилл, блядь. Это другой, блядь. Не старшой, это мелкий еще. На этом фоне бюджет Татарстана в этом году дефицитный 13,8 миллиардов рублей. Мечети живут на пожертвования прихожан, а на переводчик татарского языка Татсофт нашлось лишь 6,8 миллиона. Рустам Нургалиевич, если уж существуют такие схемы, почему их не используют для татарского образования, книгоиздания и мечетей? Вопрос задают. Но я вам отвечу, что не используют, блядь. Манкурт Миниханов, Рустам, блядь, он что, думаете, блядь, нахуй, как говорится, висит, так сказать, блядь, живет он, блядь, по своей воле, что ли, блядь, нахуй? Да он все уже, блядь, колпак, сказать, нахуй, под колпаком Москвы, блядь. Он не может пернуть даже, ничего не может для своего народа делать. Почему? Потому что он, или он это будет делать, или он сдохнет, блядь. Вот и все, блядь, нахуй. Путин — это мафиозная система, блядь. Хабиров, как бы, это, сука, блядь, продукт, нахуй, Путина, блядь. Поэтому мы здесь Хабирова не можем, блядь, перемешивать с Минихановым. А Миниханов, блядь, продукт Шаймиева, блядь, нахуй. Вот это дичь, блядь, понимаете, блядь? Получается как? Один раз же вам рассказывал, нет? Или эту тему еще я не подымал вроде бы, блядь. Или нет, не подымал. Был разговор такой. Вот могу чуть открыть, так сказать, занавеску. Помните, я стоял, блядь, пиздел с Кашаповым одно время, блядь. Я вам говорил, Кашапов, вот, да? Как все произошло? Вот Кашапов, кто такой вообще? Кашапов, который имел в свое время где-то там в Татарстане, на набережных Челнах, блядь, оракозавод. Оракозавод у него было. Они со своим брательником, нахуй, вот этим Нафис Рафислар. Рафис этот, блядь, в Литве или где-то там бомжаром Нафис, короче. Вот эти два долбоящера, у них был, короче, оракозавод. У них было, блядь, водкозавод. Они бизнесмены. И в свое время, блядь, они хотели отжать, нахуй, блядь, ну, так сказать, стать президентами. Они баллотировались под таким лозунгом, блядь, президентства. Ну, хуй-то там. Они не смогли, блядь, попасть под эту раздачу. Они бегали, нахуй, и не смогли, блядь. И потом, блядь, они каким-то образом присобачились к Заки Валиди, вот это Заки Валиди, хотел сказать, Фарид Закиеву. Фарид Закиев это был вот как, не РПЦ, а вот тоже как-то называется, блядь, чтобы против Москвы, короче, за независимость Татарстана. И вот, короче, Фарид Закиев, Булар Оширы, нечектор, хуй поймешь, как они связаны были, блядь, присобачились к этому Фариду Закиеву, блядь. И стали, короче, получается, типа, так сказать, долбиться, блядь, как будто за независимость Татарстана, блядь. Почему? Потому что они хотели хапнуть, блядь, сесть за Татарстан президентами. Не смогли. И таким образом они пошли уже другим путем, блядь. И поэтому они чухнули оттуда. И когда они чухнули, Шаймиев, блядь, с Минихановым, или только Шаймиев, блядь, вот этот момент я не понял, отжали его, блядь, водкозавод, блядь. Оракозаводом отжали, получается. И получается, весь, блядь, вот это водкозавод, оракозавод ушло, блядь, так сказать, под шляпу. Получается, эти два брата-акробата, наверное, ну, где-то там, не знаю, еще где-нибудь, какие-то, может, запасы у них были,
ну, обанкротились, потому что водка-завод отжали, все отжали нахуй, и в итоге, получается, они, так сказать, блядь, невзначай, не думая об этом даже, блядь, нахуй, оказались, нахуй, так сказать, оппозицией, нахуй, и придумали, нахуй, независимые, нахуй, что они придумали? Изгнание, блядь, правительство в изгнании, блядь. Вот эту хуйню, шляпу придумали, блядь, чтобы, блядь, уже каким-то образом зацепиться в Европе, блядь. Понимаете смысл какой был, блядь? Короче говоря, ушли, так сказать, нахуй, поломанными рогами, нахуй, обломали им рога, грубо говоря, блядь, путинососы обломали им рога, потому что Шаймеев и Минниханов, они путинососы, они обломали, короче, ему рога, потому что они, само собой, Шаймеев или Минниханов им бы не отдал бы этот трон, так сказать, блядь, этим двум братам-акробатам. И все, они остались с носом, и поэтому они, блядь, съебались, и пока, блядь, не поздно, ну, так сказать, Кашапов-то за какой-то хуй собачий отсидел еще там, блядь. И в итоге, получается, потом уже оттуда решил дернуть во время вот этой спецоперации, нахуй. Чтобы была какая-то причина дернуть оттуда. И они дернули, нахуй. Потому что там уже нехуй там было и ловить им, блядь. Водка-завод отжатый, все отжато, блядь, нахуй. А что там делать, блядь? И вот съебались. А жена у них осталась. Жены, наверное, у них там есть, остались. И вот они сейчас, жены получают за мужей пиздюлей там, блядь. Постоянно шмон, постоянно, блядь, их теребят там, мозга ебут им, блядь, нахуй. Вот как-то так. А сын Хашапова съебался куда-то в Дубай или, блядь, какие-то Арабские Эмираты, туда съебался. А как он туда съебался? Он укуган, тіл бля, меня диды туда-сюда. Ну, понятно, укуган, тіл бля, нахуй. А как он туда чухнул-то, блядь? Знаешь, получается, энные какие-то запасы у Кашапова были. Не просто так же он туда чухнул. Понимаете? Просто так вот, давай мне китим, блядь, хазар Дубай, Мубайларга яшарга, блядь. Коямин-то окшаю, блядь. А онда нету беженства. Там нету ничего такого, чтобы ты как беженец жил, блядь. Понимаете смысл? Вот такая хуйня, дорогие мои. Поэтому, когда мы говорим, блядь, о Татарстане, блядь, в Татарстане своя, нахуй, хуйня полная, блядь. Если в Башкортостане у нас дичь такая, блядь, так сказать, происходила, блядь, после Муртазы Рахимова, как сын съебался, блядь, в Австрии живет и так далее, и так далее. А тут в Татарстане тоже не лучше, блядь. Вот такие, блядь, междуусобные войны были, блядь. Хотели престол забрать, блядь. И прикиньте, блядь, сейчас бы, допустим, вместо Минниханова и Шаймеева был бы Кашапов, блядь. Вы что думаете, что? Кашапов, блядь, нахуй сказал бы, что все, я топлю за независимость? Хуй-то там, блядь. И у него, когда бы он бы при Путине пришел бы, допустим, президентом, он бы точно, блядь, независимость не смог бы сказать, блядь. Он тоже так же плясал бы под Путина и все, и жил бы себе хуй не дуя, блядь. И все. Просто жил бы, блядь. Поэтому, Туганлар, тут такая херня, блядь. Вот как в Казахстане, блядь. Почему одна какая-то часть, блядь, тут тупит нахуй за Назарбаева, блядь, другая часть, блядь, за Тукайку, блядь. Тоже ёбы дались люди, понимаете, блядь? Одни манкурты за это топят, другие манкурты за это топят, нахуй. А в итоге, блядь, оба президента говно, блядь. И тут то же самое, блядь, нахрен. Тут то же самое, нахуй, блядь. У нас и Хабиров говно, и Минниханов говно, блядь. Не говоря о Путине, блядь. Там еще и Кадыров, блядь, еще и, блядь, сами понимаете, если в Дагестане даже, блядь, русского посадили, блядь, в Дагестане даже за весь дагестанский народ не нашелся главный какой-нибудь дагестанец, а стоит русский, блядь, рулит, блядь, над Дагестаном, блядь. Дожили, блядь. Дагестанцы дожили до этого, блядь. Доперло их к этому, блядь. Как они это заслужили, так сказать, блядь. Шумарга, и тут, если так уж понимать, блядь, людей, которые за что-то топят, блядь, вы должны понимать, что у каждого есть какой-то, так сказать, движ этих стариков-разбойников, которые хотели, блядь, так сказать, отжать, блядь, Татарстан, блядь. Ну хуй-то там, блядь. Никто им не дает и, как говорится, не собирается давать. Татарстанның байлығы өзіне жетерлік, и за этот, блядь, трон, так сказать, блядь, после Путина даже, блядь, будут пиздец войны, блядь. Пиздец будет войны. Поэтому я предлагаю что? Чтобы вот эти войны не были, сейчас наше движение, которое идет за Башкортостан, якобы как бы топлю же не только за башкортов, да, ведь когда мы говорим Башкортостан, я же как и татарин, как говорится, себя ассоциирую, да, ведь башкорт, татар, узбек.
И мое, как бы, так сказать, моя топка идет каким образом? Получается, какая-то часть Башкортостана, где живет очень много башкортов, это мы за это топим. А та, которая часть, где много живут татар, я плюс на это тоже за это топлю. В итоге получается, если я топлю вот за все это, рядом соседское государство Татарстан, значит, совместно я уже топлю. Таким образом, Башкортостанда ничек бізді хужалық алып барала, мына нендей хужалық жиыла, Татарстанда да шундай хужалық жиыларға тиіш. Нәрсе дегені енді ол? Ол дегені біз Башкортостанда нендей fikir алып барсақ, Татарстанда шул fikir белән яшәргә тиеш. Татарстанның fikiri башкача әзгенә була торган булса да, Башкортстанның килешчеле эшләнә торган булырга тиеш. Нәрсәгә? Нәрсә өчен ул? Чөнки Башкортстанда президентлык юк икән, курултай була икән, Татарстанда да курултай булырга тиеш. Не должно быть там президентская система. Если, не дай Аллах, там будет президентская система, то мы из Башкортостана, в том числе и татары, и башкорты, должны будем объединиться и раздолбать эту систему. Почему? Потому что система Татарстана потом, если вдруг там будет только президентская система, она уничтожит весь Татарстан. Каким образом? Опять какой-то хуй захочет приехать, блядь, в виде Ивана Грозного, блядь, и растопчет, как Сюембеку или кого-нибудь там, блядь, или перекупит, блядь. И после этого опять, блядь, будет взятие Казани, блядь, нахуй. Через 100-200 лет, нахуй. Чтобы этого не было, нахрен, в будущем, блядь. Мы уже дальше идем, блядь, 21 век, 22 век, 23 век. Мы идем к цивилизации, мы не идем к упадку. Если только не упадет атомная бомба. Если упадет атомная бомба, мы опять придем в пещерный образ жизни. Это понятно. Но если дальше идет цивилизационные века, иншаллах, да, 22, 23 века дальше, да, мы уже это не увидим. В будущем наши дети увидят это и все такое, то Татарстан и Башкортостан только курултай системасында калырга тиеш, чтобы не было захвата земли. Сопоставляю пример. Вот система НАТО, система Курултая. Это как бы по-ихнему НАТО, а у нас Курултай. Почему она не захватывается никем? И не захватится, если только Москва не зайдет сюда. Потому что есть система 28 стран. Плюс включая 29-й, это Англия, там еще, блядь, вот это Гренландия, нахуй, блядь. И в конце Америка. Вот поэтому она никак не может быть захвачена кем-то, блядь. Если даже там отсюда, блядь, арабы захотят захватить Европу, они заебутся захватывать. Допустим, вот Саудовская Аравия или кто-нибудь, Дубай захочет захватить Европу, все, скажет, блядь, дай-ка я захвачу их, блядь, нашествие такое сделать. Не сможет. Почему? Потому что у них система неуничтожаемая. Потому что у них нет президента. Они не могут никого захватить. Если, получается, из каждой страны им надо кого-то захватить, чтобы захватить каждую страну. Они заебутся. Поэтому Башкортостан и Татарстан надо шулай буларга тиеш. У нас не должно быть какой-то президентская, так сказать, система, которая может моментально захвачена, убит президент, вот как Мадуро, блядь. Вот Мадуру, блядь, забрали, блядь, в Венесуэле, все, пизда, блядь. Нет в стране, головы нет, все. Нет президента, блядь. Ставится резко другой, блядь. Понимаете, вот как и в Сирии, блядь. В Сирии тоже президент, убрали, все, пизда. И где Асад, нахуй? Съебался в Москву. Шунда херня. Ну, сейчас, как говорится, президент у них, да, ведь, ну, нормально вроде бы. Но и его то же самое грозит. Если ушлее его выйдет кто-то, его тоже так же голову снесут, блядь. Понимаете? И поэтому, как бы, Курултай в арабских странах я не слышал, что у них есть ли Курултай или нет. Мне кажется, у них нет такой системы курултайства. У них есть ханлык. Мне кажется, больше вот это. Они как пытаются властвовать по-хански. И поэтому мы должны сделать именно переформулирование системы башкорт-татарнака в единое, грубо говоря, блядь, чтобы у нас рулил Курултай. Вот как-то так. Я так считаю. Только таким образом мы сможем, так сказать,
Татарстану особенно не дать, как говорится, сломаться перед внешними врагами, которые вдруг, если захотят, придут снова брать Татарстан. А наш враг не может прийти, допустим, со стороны Бурятии или Якутии, блядь, и так далее. Потому что уже Чингисхана нету, подобия Чингисхана людей пока нету, мы не видим. Поэтому как бы с той стороны к нам никто, думаю, не придет. А придут только со стороны Москвы. Потому что там опять какой-нибудь Иванушка-дурачок родится, нахуй, через 100-200 лет, нахуй, захочет, блядь, забрать к себе, блядь, эти земли, блядь. Если мы, иншаллах, заберем и оставим свободными наши земли. И придут опять. Опять придут, нахуй, опять, нахуй, придут с чувашами, блядь, марийцами, нахуй, брать Казань, блядь. Потом только Уфу. Как-то так. Вот это Хабарин, да, татарский разведчик. Этот татарский разведчик тоже хуй тот еще, блядь, нахуй. Работает в движухе с Кашаповым, блядь. Они топят с турками топят. И вот что пишет тут. Qozonga Turkiyaning Gadillik ham O'sish partiyasi delegatsiya Kurshad Zorlu yetakchiligida keldi. Delegatsiyani Tatariston premyer-ministri o'rinbosari Roman Shayxiddinov qarshi oldi. Rustam Minnixanov ham Farid Muhammadshin bilan uchrashuvlar planlashtirilgan. Partiya xabarincha, delegatsiya Tattelekomda bo'ldi. Tattelekom ham Turk Telekom vakillari, Turkiya elchisi Tanju Bilgish ham kompaniya yetakchilari qatnashida uchrashuv uzdi. Shu Tattelekom, Turk Telekom kutsi biriga kerakmi, блядь? Mana shu gana qoyig'i kerakmi shu Tataristonga, блядь, нахуй. Shu, блядь, shu mana hozir sug'ish bora, tatarlar o'la, блядь. Turklar shu telefoniya bilan kelganlar. Bu, понимаете, вот до такой степени, блядь, опять пахнет, нахуй, двойными стандартами. Нахуя татарам сейчас какой-то вместо Таттелекома, там Турктелеком, блядь, вот эта связь, блядь. Я не могу понять, блядь, нахуй. Блядь, базара нет, блядь. Какой-нибудь приехал бы из Турции тайный какой-то, блядь, нахуй, хуй, блядь, от Эрдогана, блядь. Сказал бы, блядь, так, давайте мы сделаем, нахуй, какую-то движуху против Москвы. Вот это я понял бы, блядь, нахуй. Ну, кильянер, нахуй, Исян, Месаума, иди нахуй. Вот в таком темпе, блядь. Понимаете? Это то же самое, что, блядь, я приеду в Башкортостан или в Татарстан из Узбекистана, привезу плов, блядь. И всех накормлю пловом. Темным, ну давайте, мне хватит там. И все, я поехал домой, блядь. Вот типа того, понимаете, блядь? Это нахуй это в движухе лишние, блядь, понимаете, блядь? Идет война, блядь, умирают татары, башкортлар умирают, блядь. Вот это надо останавливать, блядь. Нет, они едут связь улучшать, блядь. А связь улучшать зачем, блядь? Интересный вопрос, блядь. Дочитаю. Шул вакытта рәсми затлар кунакларга аңлатырга тиеш. Түрк партиясы белән татар партиясы арасында рәсми хезмәттәшлек мөмкин түгел. Ә без мондый хезмәттәшлекне бик телибез. Федераль законнар милли билги буенча да республика дәрәҗәсендә дә партиялар төзүне тыя. Шуңа күрә канунлы татар партиясы мөмкин түгел. Татарлар илнең тулы хукуклы гражданнары булса да. Мана, күрдегезме? Получается, блядь, буны килүеннән ни файда бар, блядь. Ул партия, блядь, тегеләне партиясы бу Татарстанны, блядь, урынбасары белән Роман Шайхиддинов белән. Роман, исеме дә бит Роман, блядь, инәңсеген, блядь. Урыс анда, даже татар да түгел, хуй пойми, шукынган, блядь. И ул күрешә, блядь, түркләр белән. Ни файдага, ни пычагыма, блядь, нахуй. И вот кутагыма кирәкме? Мин аңламыйм менә шул движухаларны, блядь. Мин аңламыйм менә мин 20 Меня Кашапов еще убеждал в одной теме. Почему еще спорили с ним? Там еще есть, блядь, хуй один, Салават, блядь, в их группе. Они со мной спорили, жестко спорили об одной теме. Об одной теме, что, блядь, я, получается, плохо говорю о Турции, это понятно.
Потому что они мне говорили, что түрклер келген екен бір вақытлар Қазанға, и они помогали им делать школы. Я говорю, что, куку? Какие школы? Что вы? Блядь. Вы понимаете, вот хорошую тему вспомнил. Давайте вот закончу вот этот. Мына школалар, мына мәчетләр, мына бүтін әйберләр ачылды. Шунардан соң нәрсә булды? Кая булар? Юк. Хәзер инде сравнение. Мында я вам всегда загружаю видосики в виде мечети. Вот здесь есть турецкая мечеть. Турецкая мечеть есть. И эта турецкая мечеть, она стоит, и район турецкий. Из-за того, что она вась-вась почти что, так сказать, в НАТО одной ногой, Турция в НАТО, поэтому она может себе что-то диктовать. Это раз, позиция. Второе. Это мечеть, если ставится мечеть, это понимаете, ну, это все понимают, турецкая особенная, значит, она уже имеет зуб на это место. Вот этот весь район мой, по идее, турецкий считается. Но Татарстанда, а Башкортостанда, оно не работает так. В каких-то годах, не говорили о никаких, но явно, наверное, в 2000-х годах, может, еще раньше, я не знаю, в каких годах, турки приезжали в Татарстан, открывали школы. Потом, куда эти школы делись, непонятно. Они вроде забрели и в Башкортостан, тоже непонятно, где эти школы, я не знаю, где они, блядь. Мечеть строили или нет, ну, до мечети они не смогли дойти. Мне кажется, не строили они мечеть. Потом, и тут получается, если бы даже они зашли бы, просто человек вышел намаз читать, не ору сильно, если они бы зашли бы, так сказать, вот как сюда, как реагировала бы Москва? Это раз. Второе. Само собой, они уже отреагировали под школой. Почему их нету? Понимаете? Почему нету этой школы сейчас? Когда он говорил Салават, мне говорил, внедрял, олар бізге мәктәпләр ачты, а каясың хәзер? Каясың шул мәктәпләр, ачкан мәктәпләр, каясың, мен аңламыйм, блядь. И тут вот понимаете, как получается, что получается, если открыли эти школы, и они в России куда-то делись, в то же время эти школы открывались под турецким шаблоном. А рядом, ну как рядом, Татарстан белән Башкортстанда үзебезне татар башкорт мәктәбе юк. А тут, получается, приходят турки, открывают школу. Понимаете, как это здесь, блядь, логически вообще, у меня крыша не работает логически. Шунарга дуслар, я одно скажу вам. Получается, если они хотели бы нам помочь, эти школы когда открывались, я не могу сказать сейчас вам, не помню. То ли при Путине или до Путина, блядь, вот что-то такое, блядь. И вот если оно не открывалось, блядь, и открывалось, и закрылось, и сейчас это все пиздец, приходит какой-то Турктелеком, блядь, я не могу понять одного только. Ну где же тогда то братство, которое нам дало бы независимость? Зачем снюхиваться с людьми, если так сравнивать даже сейчас с казахами? Казахи больше даже словесно топят за нас, чем турки
которые имеют 400 тысяч армии, нихуя, блядь, біз айталар, қылқылмалдатмаған халық, нашла, так даже ничего не сделали, блядь, не делают, блядь, что-то будет нам предъявлять или что-то хотеть нам. Понимаете, вот здесь получается тупик у нас, понимаете, блядь. Желаргам размышлять можно это долго, блядь. Я понимаю, что, блядь, этим лицемерным движением, блядь, так сказать, я с Москвой дружу, опять вспоминаю, блядь, цитирую, блядь, можно так сказать уже, цитирую, блядь, Алдар-Батыра. Я же с Москвой дружу, какой-то там Махмед, блядь, хан Махмед, блядь, говорит, я же дружу с Москвой, поэтому я не могу помочь тебе, Алдар-Батыр, чтобы ты стал независимым Башкортостаном. Я не могу помочь тебе там, Иван Васильевич, нахуй, Пупкин, блядь, нахуй, из Татарстана, блядь, полуёбаный, крещенный, блядь. Я тебе тоже не могу помочь, потому что я вцелуюсь в десна, нахуй, и сосу член, блядь, Москвы, блядь. Но я, блядь, имею 400 тысяч армии, нахуй. Я Эрдоган, нахуй. Но я чмо, блядь. Вот как-то так звучит, понимаете, блядь. И вот это, блядь, меня и, блядь, обескураживает. Я в ахуе от всего этого, блядь, нахуй. И это продолжается 550, грубо 500 лет, нахуй. С 1552 года, блядь. Это дичь. Внутри этого 1552 года не забываем сказать еще, кто есть. Кавказ. Кавказ, который воюет с ними 300 лет. Точнее, воевал 300 лет. И до сих пор, да, Чечня была последней. Где помощь? Где помощь? И самое интересное, смотрите. Они сами сказали, блядь. Вот это я давно хотел сказать, блядь. Сука, в голову не приходило. Вот сейчас в голову пришло. Самое интересное, блядь. Самое противное, блядь. То, что можно, блядь, вспомнить, блядь. Которое я как бы не говорил. Армян победили азербайджанцы. Да ведь армян победили азербайджанцы, а армянам помогала Русня до какого-то периода. Но в итоге проиграла. Армения проиграла, и Карабах они отдали, грубо говоря, азерам. А азерам кто, думаете, помогал? Турки. Турки помогали азерам. В итоге что получилось? Хуйня. Получается, нахуй, блядь, они взяли победу над армянами. Понимаете, да? Они ведь вась-вась были, блядь, с русскими. Турки же вась-вась с русскими. Видите, как лицемерно здесь тоже получилось? Они же должны тогда, азерам не надо было помогать, потому что Турция же вась-вась с русскими, а русские помогают армянам. Значит, было логически, блядь, Турции тоже помогать армянам, чтобы раздолбать азеров. Но азеров Турция, так сказать, взяла под свое крыло. Охуенно, да, получается, блядь? И потом через какое-то время Эрдоган помогает, получается, нахуй, Сирии, блядь, там выгонять курдов, нахуй, ебут курдов. Вот здесь у меня сосед курд. Хороший пацан, здоровается всегда. Там намаз читает, дочитываем, он говорит, Аллах кабулится. Хороший цивильный чувак. Ничего я против него не имею. Курд нормальный чувак. Пацан молодой. Язык нидерландский выучил. 3 месяца, говорит, учил. Сейчас, говорит, перфект. Sprechen Нидерланд. Понимаете? И после этого я понимаю одно, что вот здесь-то лицемерие, блядь, Турции 550, блядь, с 1552 года, плюс Алдар-Батыр дальше был. Алдар-Батыр дальше был Башкортостандан во время Салават Юлаева в эти времена. Это значит 1700 какие-то года, я вам читал. Помните, 1700-1800 года Алдар-Батыр. Я не могу найти теперь этот PDF-формат. Человеку написал, что-то он мне не прислал. Не знаю, что с ним. Короче, в итоге получается так, что Татарстан не с теми связался.
Понимаете? Татарстан не с теми топит. Это не те люди, которые бы вам помогли бы. Понимаете? Они помогли своим, кому нужно было, с кого можно было взять. Всяко, блядь, азера что-то им дают, туркам. Поэтому они вась-вась. А с Татарстана, с Башкортостана пока, блядь, нехуй взять. Поэтому, блядь, их и нету. А они любят окша. Олар окша яраталар пиздец, блядь, нахуй. Они тоже, как и азера, блядь. Мать родную продадут, лишь бы ты деньги дал им, блядь, нахуй. Вот из этой чертовской системы они, блядь. И шулардан соң нәрсе айтырга. Мында лицемерие в глаза видно, что с курдами. Получается, тут то же самое. Интерес. Интерес Эрдогана было именно, чтобы выгнать курдов. Поэтому он пошел помогать Сирии. Понимаете? Все в интересах Турции. То есть, блядь, Эрдогана самого лично. Это как бы, понимаете, это войны всегда нужно учитывать не за государство, а личные амбиции. Как у Путина, понимаете? Это же он что, за Россию топит, что ли, Путин? Нет. Эрдоган, думаете, что за Турцию топит? Нет. Личные амбиции перед страной, перед другими странами. Люди, когда встают на такие пьедесталы, они они перестают, блядь, топить за страну. Они начинают топить за свой пьедестал. Куда он взлетел, и он должен там сидеть. И если он там сидит, значит, он должен выполнять какие-то движухи. И он делает вот такие движухи. Там захватит, тут, блядь, заебенит, то, все. Почему? Чтобы показать себя, как будто он правильный, блядь. А в идеале он неправильный. Потому что, если мы посмотрим, один день я видео загружал, карту Курдистана, это часть Турции, часть Ирана, часть Азербайджана, часть Сирии. Это был Курдистан когда-то. Но он никогда, блядь, за себя не мог ответить. Поэтому вот это все произошло, блядь, нахуй. Все отжали эти земли. В 1900 каких-то годах наебали курдов все, вот эти 4 страны. Сказали, все будет нормально, нахуй. И все, отобрали, нахуй, ихнюю, блядь, целостность, блядь. Вот и все, блядь. После этого, блядь, как вы можете... Вот Кашапов, пидорас, сука. Как ты, сука, можешь, блядь, после этого топить с Турцией, блядь? Мы говорить, один народ, талибез дабер, блядь, нахуй. У арабов тоже тиллары бір. У Палестины тоже тиллары бір. Тиллары бір бит, а бір араб Палестинға ярдам бергені жоқ. Тоже тиллары бір, нахуй. Причем тут, блядь, тілі бір, нахуй. Англичанларына да тілі бір, нахуй. Бүтін жерде. Везде у всех одинаковые языки. У китайцев одинаковые языки. На их территории. Никто никому не помог же. Почему даже вот, видя, блядь, даже ладно мы, блядь. Огромные, блядь, нахрен. Уйгурстан. Вот почему Уйгурстан не помогает отжать. Уйгуры же понаехали в Турцию. Почему Уйгурстан независимый туголь? Понимаете, вот в чем прикол. Поэтому лицемерные правители, они заебали уже нас всех. Они уже надоели, блядь, нахуй. Туйдырдылар, нахуй, блядь. Бетон днёдалар, блядь. Вон, начиная Эпштейна, блядь, Трампа, блядь. Это лицемерные люди, которые никогда, нахуй, не изменятся. Они живут только ради себя. Это как короли в прошлом. Это короли 21 века, блядь. Они просто хотят на троне посидеть долго. Ничего не меняя. Только под себя. Поэтому, дуслар, нельзя нам, знаете, нельзя нам, блядь, нахуй, становиться вот в эту колею, блядь, в виде Кашапова, блядь, который бегает за Эрдоганом и так далее. Нам нельзя к этому идти. Вот что я хочу сказать. Бізге нужно строить другую политику, систему, такую, что, блядь, наша, блядь, политическая вот эта вся элита, так сказать, блядь, должна, блядь, зависеть от друг друга. Понимаете, вот, мана, кулдағы буынлар кебек, блядь, мана, бірсі зависит от другого, двигается, видите,
И также и здесь. Получается, когда соберется, иншаллах, Башкортостан и Татарстан, Курултай, Курултай должен быть таким. Собралось, допустим, со всех регионов Башкортостана и Татарстана люди. Вот если одного нету, оно не должно проходить без него. Двоих нету, вообще не должно ничего дергаться даже. Вот как-то так. А не так, что одного нету, и Курултай прошел без него. А получается, значит, его слово или там его какие-то доводы не произносились, там, не использовались в этом Курултае, в этом собрании в того дня, допустим, 5 февраля, допустим. И Шунарга система именно Курултая должна воспитать в людях ответственность для всего вот этого Курултая. И в то же время этот весь Курултай должен брать ответственность за народ. Не просто, что там, допустим, мы вот сейчас вас там поможем, вам сейчас дадим что-то, а вот в следующий раз уже мы не дадим, блядь. Как-то вот так. Лицемерно оно через один не должно работать. И из-за этого Курултайская система даст мощное, так сказать, сопротивление вот таким президентским амбициям, которые президент вкачал себе в голову нахуй, сука, ботоксные мозги, блядь, свои, что он, Рахмат, вписал в свои в голову мозги то, что вот я сейчас, блядь, сижу, я Путин, и все мое. Я могу все. Таким образом, блядь, Башкортостан и Татарстан в дальнейшем, да, ведь превратится в диктатуру. Диктатура, которая, блядь, уже не будет излечима. И в этот момент, в эту диктатуру придется, блядь, не дай Аллах, придется включать другие левые силы. Опять образуется оппозиция в виде нас. Опять эта оппозиция будет бороться с ними. И куда эта оппозиция опять будет бежать, блядь? Опять европейские страны? Ой, дайте, подайте, помогите. Опять дичь нахуй. Тут уже ни Москвы, никого не будет. Будет только твое правительство. Вот как сейчас представили Узбекистан. Вот просто вот голый Узбекистан представили. Никого рядом нету. И она диктатурная. И ты как бы взял Узбекистан, создал его. Вот она была независимая. Каримов притащил независимость. Сейчас независимость. Все, вы живете, и хуякс. И там начинается закручивание гаек. Убивать людей, сажать в тюрьмы. Все, гестаповские во времена начинаются. И там образуется, само собой, оппозиция. А оппозиция в Узбекистане, сами понимаете, непростая будет образовываться тогда уже. Вдруг, да? Допустим. А будет образовываться исламская оппозиция, которая будет просто сносить все нахуй подряд, блядь. Понимаете, да? Там вот не только там стрелять только будут, они будут взрывать все нахуй. Потому что они будут создавать свои сектантские движухи. Вот такой оппозиция будет. И Башкортостан и Татарстан это то же самое будет. Если вдруг она станет диктатурной. Вот только избежание диктатуры это Курултай. Курултай не даст стать диктатурной страной. Потому что голос каждого дает защиту того или иного, блядь, вопроса, который будет стоял бы от одного президента. Допустим, скажет, все, я хочу все забрать. Поделить, короче, Башкортостан, все забрать под себя. И все на этом получается. И, ну, так сказать, блядь, Башкортостан становится диктатурным. Шунарга, бізге в любом понимании нужно создать такую свободную, так сказать, страну, где наша независимость не будет зависеть от кого-то. Только зависеть будет от нашего народа. И в Курултае должен тоже собираться наш народ. Не просто люди, блядь. Само собой, первое
партия Курултая будет образовываться подобие нами. Вот это точно будет подобие нами людьми. Там другое, блядь, какое-то слабохарактерное, блядь, так сказать, существо сидеть не будет. Там жесткие меры, жесткая тактика против Москвы, блядь, потому что после взятия, так сказать, своего, так сказать, независимости, у нас очень нужен будет мощная, так сказать, рука. В каком понимании? Не закручивать гайки местному населению, а закручивать границы. Все границы будут закручиваться против русских, а все границы нашим туганам будут, наоборот, открываться. Так сказать, переформация, или как это называется, блядь. Понимаете, передел всего, блядь, будет. Казахстану все заборы скинем, блядь, откроем. А Русне, блядь, наоборот, построим, блядь, китайскую стену, блядь. Вот как-то так. Вот в такой логике и хочу сказать, блядь, что все гайки русскому миру, особенно Москве, мы закрутим. Чтобы руснявые поняли, блядь, что не нужно было, нахуй, доводить до этой ручки, блядь, башкортов и татар, блядь. И мы дадим им такой вот наказательный, так сказать, урок, пожизненный. Он не будет там год-два делиться, нахуй. Пожизненный урок будет это. По струнке ровно, нахуй, научим ходить их, блядь. Не могут, не могли они нормально ходить. Мы научим. Вот как-то так. Сейчас я 2 часа прошло, закрою-ка.